Ну что, привет, Якутск, привет, Саха, привет, Россия! Мне кажется, еще слабо. Давайте еще раз. Привет, борцовская столица России! Привет, Якутск! Вот это уже другое дело! Ну что, друзья, я не просто так сказал, что Якутск – борцовская столица России. Я знаю, как здесь любят борьбу. Я знаю, как здесь умеют болеть и как здесь поддерживают своих. Именно здесь, в 2019 году, с успехом триумфально прошел Кубок мира. Я помню, как вы болели. Я помню, как дрожал триумф от ваших аплодисментов и топота ног. И я надеюсь, что сегодня, спустя 3 года, когда вновь лучшие борцы планеты вернулись на ковер Дворца спорта «Триумф», здесь будет так же громко. Если вы готовы, ну-ка пошумите, «Триумф»! Вот так должно быть, здорово! Я уверен, что каждый, кто сегодня будет выходить на центральный ковер, будет получать порцию заслуженных аплодисментов вне зависимости от того, из какой страны он приехал. Ну а мы с вами давайте немного разомнемся, вместе покричим, попоем и устроим перекличку с залом. Я думаю, все трибуны и каждый, кто сегодня здесь, попоет вместе с нами. Итак, первое. Я пропеваю «Вперед, Саха!», вы отвечаете то же самое. Давайте попробуем. Вперед, Саха! Давайте еще раз. Вперед, Саха! Еще раз. Все, кто есть. Вперед, Саха! Отлично. Усложняем задачу. Я пою «Вперед, Саха!», вы отвечаете «Вперед, Россия!». Давайте попробуем. Вперед, Саха! Вперед, Саха! Вперед, Саха! Отлично. Ну и последнее. Осталось действительно выяснить, правда ли мои слова, что Якутск – борцовская столица России. Сейчас будет непростой тест, но я уверен, вы справитесь. Я говорю Якутск, вы отвечаете борцовская. Я говорю столица, вы говорите Россия. Давайте попробуем. Якутск. Столица. И еще раз все вместе. Якутск. Столица. Отлично. И последнее. Перед тем, как на этот ковер выйдут лучшие из лучших, я хочу, чтобы мы вместе поскандировали «Россия, Россия», чтобы наши парни нас услышали. Я начинаю, вы подхватываете. Россия! Еще! Отлично! Аплодисменты, друзья!
начинаем финалы в рамках международных соревнований по вольной борьбе памяти великого Дмитрия Петровича Коркина. Мы начинаем! И первыми на центральный ковер Дворца спорта «Триумф» выйдут тяжеловесы. Весовая категория до 125 килограммов. На ковер приглашается борец в красном трико, представляющий Кубу, Рейнерис Салас. Добрый вечер, дорогие телезрители. Начинается большое шоу. Это финалы международного турнира памяти Дмитрия Петровича Коркина. 10 весовых категорий, борьба за золотые медали нашего турнира. И первыми начнут схватки борцы весовой категории до 125 килограммов. 125 килограммов, друзья. Первый выходит у нас на мониторе, и выходит Рейнерис Салас Перец, кубинец, призер Олимпийских игр в Токио, друзья. Вот он уже весь готов, публика его поддерживает, весь зал поддерживает. Какое шоу организаторы устроили, все на высшем уровне. Да, смотрите, с трибун спускается участник финала, и на большом экране его изображение. Это действительно очень красочно, красиво, даже небольшое там фаер-шоу было. И ждем второго участника, который выйдет с синего угла. И второй участник у нас Эрик Джиоев, бронзовый призер чемпионата России 20 этого года, получается. Тоже заряжен на победу, публика встречает, аплодирует, ликует. Получается, друзья, в 125 килограмм у нас международная встреча. Эрик Джиоев и Салас Перец. Да, Куба и Красноярск, Россия. Сильнейшие школы вольной борьбы начинают первые схватки у нас на центральном ковре. Конечно же, у нас все финалы будут проходить на одном ковре. 10 весовых категорий, и все схватки мы с вами увидим в прямом эфире.
прямой эфир, друзья, можете подключаться на телеканал НВК Саха и телеканал Мамонт. Также есть приложение CSP Триумф, там тоже проходят все финальные схватки. Все, вышли на ковер, руки пожали и первый период. Свисток и схватка началась. Как мы видели, друзья, Салас Перес очень опасный борец. На последних секундах, оставалось около 10 секунд, он Остапа выиграл, сделал 2 прохода в ноги и забрал по 2 балла. Да, это была встреча с Остапом Пасенком, борцом из Кемерово, который в дневной программе у нас стал бронзовым призером нашего турнира. Ну, очень плеяда звезд, можно сказать. Да, сегодня в финалах это будет действительно так, потому что участник Олимпийских игр, чемпион Олимпийских игр, призер Олимпийских игр. Здесь будет очень много звезд, действительно. И, конечно, мы с вами насладимся их выступлением, их борьбой. Рейнерис Салас Перес, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, двукратный призер чемпионатов мира. Эрик Джоев, воспитанник знаменитой Академии борьбы Георгия Дмитриевича Мендиашвили в Красноярске. В этом году стал призером чемпионата России. Он уже в числе лучших борцов нашей страны. Так, навязывают темп борцы, заняли центр ковра. Пока судья еще никому не дает activity time. Проверяют друг друга, швунгуют, борются, ищут слабые места, ищут брешь в обороне. Вот судья, да, попросил действовать активнее борцов. Вот, да, сделали activity time Эрику Джоеву. И в течение 30 секунд, если он не проведет активное действие, то Салас Перес выйдет вперед со счетом 1-0. Да, Салас Перес очень взрывной парень, мощный, опасный в любой момент схватки. Да, действительно, вот схватка, о которой рассказывал Степан, поразила многих. Очень быстрый и, как показал, агрессивный, да, в концовке поединка Рейнерис Салас Перес. Ну, так что посмотрим, как пойдет эта схватка. Пока первый балл на счету у Саласа Переса. И 50 секунд остается до перерыва. Да, Эрик Джоев не провел активное действие. И пока Салас Перес выигрывает со счетом 1-0. Борьба продолжается. На кону стоит многое. Золото международного турнира, посвященный памяти Коркину Дмитрию Петровичу. Да, и не забываем про призовой фонд турнира. 5,5 миллионов рублей будет разыграно в финалах. Победители получат по 300 тысяч рублей. 100 тысяч рублей получат медалисты серебряные. Ну а бронзовые медали уже разыграли по 50 тысяч. Ну и 50 тысяч будет вручены тренерам чемпионов. Также на турнире будет номинация «Лучший борец турнира». Он получит серебряную борцовку. Борцовка тоже в красивой форме, все сделано. И получит ее достойный борец. Да, лучший борец турнира будет выявлен в конце, конечно же, да. И мы с вами увидим тоже, кто же станет лучшим борцом нашего 13-го международного турнира в Якутске. Как вы видите, трибуны абсолютно заполнены. Здесь, я не знаю, несколько тысяч зрителей и очень активных, по-хорошему понимающих борьбу, очень живо реагирующей публики. Так что, я думаю, сегодня мы увидим настоящее шоу. Да, перерыв, тем временем перерыв закончился. Вышли опять вышли на центр ковра. Ждут свисток на второй период. Борьба пошла. Пока 1-0. Сейчас надо Эрику действовать активнее. Он тоже может заработать activity time. И уже при равном счете тогда 1-1 поведет у нас борец в синем трико. Эрик Джоев. Надо поактивнее сейчас показать себя, чтобы судьи сделали замечание Салас Пересу. Да, и попытался, конечно. Ой, как прошел, 2 балла берет. Зацепил ножки, завалился Эрик Джоев и уверенно берет 2 балла Салас Перес. Счет становится 3-0.
Да, напомним, что два участника у нас из Кубы, два именитых спортсмена. И оба они вышли в финал. Ну а финал весовой категории до 57 килограммов с участием нашего Ариана Тютрина и спортсмена из Кубы Рейнери Андреа Артега мы увидим в самой концовке нашего турнира. Кубинцы решили и открытие сделать сегодняшних Да, финальных схваток, да. и закрытие. Да, абсолютно верно. Наши гости из далекой Кубы. И хороший проход Да-да-да, сейчас хороший. сделал Эрик, но не хватило сейчас Ой-ой-ой, мощи, да? Да, контратакует его кубинец. Их как он сейчас активно, да, контратаковал, Да. правда, без баллов Да, здесь. пока но действий 3-0, нету, да. но завязка была эффектная. Вышли без баллов. Мощный, конечно, Рейнери Салас Перес. Мощный борец. Напомним, это весовая категория до 125 килограммов. Настоящие богатыри сейчас на центральном ковре. Центра Остается спортивной 1,5 подготовки. минуты. Надо включиться Эрику, чтобы порадовать Россию, чтобы порадовать зрителей. Надо прям включиться в борьбу. Время остается очень мало. Да, поджимает его в зоне. Но Хорошо. выталкивать. Ну, Да. как защищается хорошо. Практически вытолкнул его. Ну, технично развернул его кубинец и взял 2 балла. Счет становится 5-0 в пользу Да. кубинца. Все-таки, да, призер Олимпийских игр и дважды медалист чемпионатов мира. 5-0. Он ведет с уверенным счетом сейчас уже за минуту до окончания схватки. Блестящая борьба в исполнении кубинцев. Да, Эрик Джоев пытается сделать, но очень опытный кубинец. Все видит, ничего не дает сделать. И хорошо, и в ногу прошел хорошо. И сейчас сделал вроде к ковру, грани подвел. И все равно развернулся. Вот бал берет, вытолкнул. Да, и нужно сейчас на 4 балла попробовать бросок совершить Эрик Джоев. Я думаю, конечно, будет рисковать в концовке. 25 минут. Даст ли кубинец ему захват? Ну, видите, да, вяжет руки. Да, вяжет кисти, руки. В принципе, ничего не дает сделать. Ну, надо рисковать. Надо рисковать. 15 секунд. Надо искать. О, хорошо. Обманывать. Да, пошел. Еще выталкивает за ковер. Получает балл. Ну, 9 секунд. На табло мы видим, остается 9 секунд. Молниеносная атака в исполнении Джоева, красноярца. Снова бросается, но уже времени не хватит, видимо, 4 секунды. Ну и сил, конечно же, отдали очень много. Выложились полностью, да, ребята? Чемпионом в 125 килограмм Коркинского турнира становится олимпийский призер Рейнерис Салас Перец, Куба. Да, поздравляем Рейнериса Саласа Переса с этой победой, золотой медалью нашего турнира. Блестящее выступление. Ну и Эрик Джоев. Поздравляем с серебром. Тоже достойный финал. В концовке сумел таки, да, навязать борьбу, но мы видим, да, насколько мощный этот кубинец. Как он контратакует. Видите, да, любой ошибкой он умеет пользоваться. Вот как. Да, и, конечно, Следующая повторы. схватка, да. Следующая схватка у нас состоится в 97 килограмм. Олимпийский вес у нас. Здесь встретится Сергей Козырев, Чувашия, параллельный зачет, Северная Осетия, Алания. И Александр Гуштын, Белоруссия. Международная опять схватка. Белоруссия, Россия. Сергей Козырев является, вот он выходит уже, фаер-шоу, аплодисменты. Является участником Олимпийских игр Токио. Очень техничный молодой парень. Выиграл предолимпийскую Россию и поехал в Токио на Олимпийские игры. Правда, поехал он в 125 килограмм, сейчас борется в 97. Александр Гуштын тоже именитый борец белорусский. Вот. Хорошие бои показывал с нашим капитаном команды Абдул-Рашид Садулаевым.
Хороший Да, парень. призер чемпионатов Европы, один из лучших атлетов в этом весе, я не побоюсь это сказать. Да, один из лидеров сборной Беларуси, которая здесь представлена тоже очень солидным составом. Давайте посмотрим, это будет, я уверен, тоже очень интересный финал. Козырев и Куштын. 97 килограммов, борьба за золото. Очень спокойный взгляд, да, уверенный взгляд Козырева. Но, конечно, что у них внутри происходит, Да. что бурлит у них внутри, да, как сердце бьется, об этом мы, конечно, сейчас только догадываемся. Да, судья раздал свисток, и встреча пошла. Так, пальцы чуть-чуть подвязывает. Так, швунгует. Да, сейчас первые 30 секунд, как видим, присматриваются друг к другу, даже в плотную стойку еще не встают, в плотный захват. Вот, пока на расстоянии держатся. Даже не верится, что мы уже смотрим финалы, да, эти 2 дня были просто настоящим праздником вольной борьбы, праздником спорта. Да, давно в России такого не было турнира, и прям праздник удался на все 100%. Да. Козырев очень спокоен, да, даже не пытается даже сильно, мне кажется, сейчас нагнетать, да. Да, Они да. хорошо друг друга, конечно, Да, знают. знают, и Сергей Козырев видно, да, правильно ты, Степан, сказал, то, что спокойствие и даже вот как будто экономит силы, вот, чтобы взорваться или во втором периоде, или под конец первого периода, прям, в общем, распределяет свои силы. Так, видно, чуть прицепил пальцы. Очень интересно прошли у нас и бронзовые финалы в этом весе. Давайте мы поздравим еще раз нашего борца Максима Толмачева, который в блестящем стиле, за явным техническим преимуществом сумел взять бронзовую медаль. Да, Это было Степан. очень красиво. Мне удалось с ним поговорить после После малого финала, да? Да, мы встретились, и экономил силы он на второй период, и как он красиво, да, вроде бы первый период такой прошел по баллам, мало баллов взяли, а во втором он так взорвался и технически выиграл, просто красавец. Ну да, он очень хорошо, но, видимо, и тренер, наверное, подсказал. Было видно, что он в концовке второго периода уставал, да, и в предыдущих встречах тоже. Ну а здесь он, видимо, решил именно сэкономить силы на первой трехминутке и выложиться полностью Да, уже во во второй. второй И это ему удалось, да. Удалось на все 100%, он порадовал болельщиков, Публику, да, да. публику, республику Саха-Якутию вообще. 14-3, досрочная победа у Максима Толмачева. Мы его поздравляем. Так, 1-0 пока белорусский спортсмен выиграет. Александр Куштын. До конца первого периода остается 20 секунд. Борьба идет в разведке, в легком. Наверное, во втором периоде будут взрываться борцы. Берегут силы. Все, свисток. И 30 секунд есть восстановиться, получить советы от тренеров, наставления от тренеров. Да, очень равные, конечно, борцы по мастерству, по уровню, да, мастерства. И, конечно, осторожно провели этот поединок. Иван Янковский — это главный тренер сборной команды Беларуси, тоже в прошлом именитый борец. Совсем еще молодой, в принципе, человек, да, но уже сейчас он отвечает за результаты своей национальной команды. Сергей Козырев тренируется в знаменитой осетинской школе борьбы, представляет Чувашию, и параллельный зачет вот как раз Осетии, да, Алания. Так, второй период. Начинают с разведки, но вот у них за пальцы они прихватывают. Судья, наверное, уже третий раз видит, пока замечаний нету.
Так, Гуштына, да, опять? Да. Теперь Александру надо в течение 30 секунд сделать активное действие. Или уже при равном счете 1-1 поведет Сергей Козырев. Да, хорошо продернул, подгрузил. Защищается Сергей Козырев. Кисть держал. Балл Козыреву. Да, 1-1. И впереди уже наш борец российский. Минута 50 бороться. Ждем активных действий от Александра Гуштына. Да, притаил он в любом случае. Мы видели, как он прошел в ножки хорошо, но защищался Сергей Козырев. В любом случае будет атака, хорошая атака будет. Сейчас он ее подготовит, и Сергею Козыреву надо быть начеку. Нечаянно попал в глаз. Сергей Козырев сразу же извинился. В борьбе такое бывает, швунгуешь, попадаешь пальцем в глаз. Ну, сразу же извинился, пожал руку, и все, свисток. Борьба продолжается. Да, видно, как сосредоточен Сергей Козырев, понимает, что время тает, и то, что у него победа, ему надо удержать этот счет. Что Александр готовит какую-то атаку, прям очень сконцентрирован. Да, напряжение растет, последняя минута сейчас тает. Козырев выигрышный сейчас в позиции. Надо обязательно атаковать сейчас Гуштыну, рисковать, обострять ситуацию. — 30 секунд остается. Ну да, классические, да, предупреждения, за пальцы не хватает, но все равно. Так, вот он, про что мы и говорили, попытался, но увидел это все сконцентрировано. Хорошо, сейчас взял за ногу и выталкивает за ковер. Выталкивает за ковер, счет 2-1 в пользу Александра Гуштына. 20 секунд до А вот теперь окончания. надо все перевернуть, и теперь Сергею Козыреву надо пойти в атаку. Пытается, время тает, 15 секунд. 10 секунд, тоже проходит в ножку. Оттягивает, правда, его Александр Гуштын. Хорошо, защищается, 5 секунд остается. 5 секунд. И... Ну, выталкивай за ковер. Да, он вытолкнул его. 2-2. Успел, да, показывает арбитр еще один балл. Сергей Козырев. Успел, мы видели, со Степаном прекрасно видели этот момент на повторе. Вытолкнул он за ковер, успел, и время у нас на табло еще было. Ну, конечно, без челленджа мы не обойдемся. Да, уже от безысходности, конечно, кинули челлендж, и сейчас будут смотреть ВАР, будут смотреть повтор. Ну, 2-2, друзья, будет 3-2 счет. Сергей Козырев, конечно, я не могу, пока решения судей не будет, не могу говорить, что Сергей Козырев победил, но мы прекрасно все видели. Вот. Сейчас вы можете на повторе, смотрите на табло, на время идет смотрите. В ноги. 2 секунды там остается, 2 секунды. Одна. Да. Да. Успел. Да, замедленное действие сделали, я думаю, Да. где... Успел. Отлично. Поздравляем Сергея Козырева, он становится чемпионом Нашего турнира, да, участник Олимпийских игр, чемпион предолимпийской России, как мы говорили, Чувашия. Сергей Козырев, чемпион. 97 килограмм. Молодец. На последних секундах. Вот они, 20 секунд оставались. Вначале Гуштын взял балл. И потом в атаку пошел Сергей Козырев и тоже успел вытолкнуть за ковер. На последних уже миллисекундах, можно сказать. Да, это блестящий был финал. Последние секунды напряжения. И вот видите, на последних секундах вот брал уже Гуштын балл. Но вот блестяще сейчас. Проходит в ноги. Хороший контроль и напор, да, блестящий. Все, балл. На последних миллисекундах Сергей Козырев становится чемпионом.
Следующая весовая категория 92 килограмма. Здесь у нас встретится Гурам Черткоев, Крым, и иранец Мобин Али Асами Махамад. Ну и сейчас небольшой музыкальный номер. Между финалами будут у нас такие представления. Это настоящее шоу. Итак, благодарим мы наших артистов. Музыкальный номер в исполнении Георгия Слепцова, Елены Березовской и танцевального коллектива Тускул. Представляющий Россию. Давайте громко его поприветствуем. Весовая категория 92 килограмма. Гурам Черткоев, представляющий Республику Крым, и его соперник иранец Мобин Али Асами Махамад. А вот перед вами Гурам Черткоев, Да. такой, да, очень, но хороший настрой видим, да? Брутальный парень. С бородой, все как полагается. В полуфинале, к сожалению, ему уступил наш Нюркун. И получается Да. у нас международная схватка, опять третья схватка, 125 килограмм, 97 и 92 килограмма. Все схватки у нас, друзья, международные.
Да, но ждем появления иранского борца. Вот он. Да, Тоже. молодой еще борец тоже, да? Молодой, но очень заряженный на победу. Да, очень мощный мы видим, да? Думаю, что сейчас будет действительно жарко на ковре. Гурам Черткоев у нас брал золотую медаль в 2019 году. Выиграл в финале тогда у Анзора Уришева, тоже известного борца. Но и здесь весовая категория 92 килограмма. Опять же напомним, что в составе сборной Республики Саха-Якутия здесь медаль завоевал наш Нургун Сергин, капитан нашей команды. Выиграл у Каныбека Абдулхаирова из Кыргызстана и стал медалистом соревнований. Ну, схватка у нас началась. Очень активно, да, Да. как и полагалось. Сразу видно с первых, Заряженные, да, вышли ребята. с первых секунд сразу задали большой темп. Так, иранец забегает, забегает, забегание, защищается хорошо. Черткоев. Да, 30 секунд, но уже столько действий. Так, дают пассив сразу. Да, Гураму Черткоеву. Активно иранец действует, подгрузил голову. Да, из такого далека прилетел, конечно, он будет очень активно показывать себя, будет стремиться к золотой медали. Борец из Ирана Мохаммад Асами. Гурам Черткоев. Опытнейший тоже борец. Обладатель многих медалей и чемпионатов России. Да, иранец действует поживее. Подвел к зоне, но прихватил два локотка у нас Гурам Черткоев. Да, без действий. Вроде так подошли прям к опасной зоне. Вяжутся, жестко вяжутся. Прям видно, силы прям выкладывают. Ой, попытался иранский спортсмен прихватить пяточку, но не удалось. Так, балл зарабатывает. 1 балл есть. Вытолкнул за ковер. Уже 2 балла. 1 балл получил за пассив и 1 балл вытолкнул за ковер. Занял центр ковра. Навязывает борьбу. Надо Черткоеву пробовать что-то делать свое, тоже пробовать. Опять поджимает к зоне. Как плотно поджимает. Да, выталкивает. И еще Мощь. балл набирает. 3-0. Опасно, опасно в первом периоде раздавать баллы. Да, в ногу проходит иранец, но вырывается Гурам Черткоев. Пока счет не изменен, остается всего 17 секунд до окончания первого периода. У нас представляют наших почетных гостей и, конечно, очень горячо приветствуют наших гостей трибуны. Пытался сейчас атаковать Гурам, но Ножку прихватил. контратака от иранца тоже ничем не завершается. И время 30 секунд на отдых Да. спортсменам. Вот смотрим повторы первого периода. Да, здесь блестящая атака иранца. Еще одна. Да. Уверенно вытолкнул 2 раза, он уверенно прям. Но мы видим, да, насколько мощный этот атлет. Вот как раз на представлении, когда он стоял на фоне вот этого экрана. Гураму во втором Мощно, периоде да. надо обязательно включиться и навязывать борьбу. Так, Гурам Да, будет придумывать
Первый период активнее действовал иранский спортсмен. И второй период тоже начинает хорошо действовать, прихватывать, забегание делать. Да, и в центре ковра он находится, в атакующей позиции всегда. Очень мощный, да, вот такой, как пружина. Прессинг хороший демонстрирует. Да, поддавливает, Да. подгружает и тем же дает... Ой, и прихватил, как, да, 2 балла. 5-0 Опасный ведет. такой момент был, можно даже было и 4. Ну хорошо, Гурам Черткоев Ух ушел. ты! Еще катит на 2 балла, это 7-0. Неужели будет еще катить? Нет, не получится, Нет. да. Ну, 7-0. это уже солидный отрыв. Да, серьезная заявочка на золотую медаль от Мохаммада Асами. Да, наши гости, которые приехали из дальних стран, из Кубы и Ирана, уже Да. готовы. В 125 чемпион стал Салас Перес, Куба. И сейчас близок Иран к своей 92 золотой, килограмма, да. своей золотой медали. Да. Великолепную готовность, да, все иранские борцы Да. демонстрируют здесь. Продолжает, наших соревнованиях. ведет в счете и продолжает атаковать, продолжает держать Да. центр ковра, подгружает. Ни тени сомнений, что называется, да, абсолютно уверен в своих силах, даже не пытается уйти там в защиту глухую. Да. Но смотрит, конечно, сейчас время, последняя минута, понимает он, что близка медаль, не будет он расслабляться сейчас. Ну и Гурам Черткоев, конечно, тоже, он пытался все 6 минут, да, которые у него были, конечно, он атаковал, но больше, конечно, шансов из этих атак выгрызал иранец. В контратаках он был очень хорош, действительно. Да. Иранский спортсмен сейчас посмотрел на табло, глянул время. Остается, да, 30 секунд, и надо рисковать, надо рисковать. Так. Да, все нормально, все, продолжается схватка, 30 секунд, полминутки остается. Ну, уже понятно, да, что... Да, и уже... И близок не, и не конец. атакует, не пытается даже атаковать. Ну, все разбивается, устал. как, да, о камень, эти да. все атаки. Понятно, что Пос- здесь победитель за явным преимуществом, хотя не техническая, конечно, победа, но Да. 7-0, очень уверенная. Да. Не дал Да. и шанса, что называется. Блестящая победа Мохаммада Асами. Поздравляем сборную Ирана с золотой медалью. И трибуны, конечно, хорошо Да, его трибуны поприветствовали. прям приветствуют. Молодец. И тренер, конечно, Гурама Черткоева тоже Так, показал, молодец. а мы переходим в весовую категорию 86 килограмм. Олимпийский вес. Лидер весовой категории у нас Артур Найфонов. Является олимпийским призером игр в Токио. Трехкратный чемпион мира. Да. Европы, Европы, извините, Европы. Да, и обладатель медали чемпионата мира. Да. Да, вот объявили Артура Найфонова, и он выходит. Да, фаер-шоу такое встречает Артура Найфонова. Очень спокойный, да, Артур. Да. Такой, не нагнетая, что называется, обстановку. Абсолютно спокоен, уверен в своих силах. Ну, на позитиве человек, видно, да, такой Да. всегда улыбающийся. Добродушный. Добродушный человек, да.
Но на ковре, конечно, лучше с ним не встречаться. Это однозначно. Так, выступает Артур Найфонов за Ханты-Мансийский автономный округ. И параллельный зачет, конечно же, это Северная Осетия, Алания. Родной республики. Да, соперник его Владислав Валиев, Северная Осетия, Алания. Можно сказать так, два одноклубника. Да, Владислав Валиев, чемпион Европы 2019 года, Да. призер чемпионата мира, тоже блестящий атлет, блестящий борец. Повторяется у нас финал Лиги Поддубного. Лига Поддубного 2, финал в этой весовой категории был. Такой же был Артур Найфонов и Владислав Валиев. Посмотрим. Думаю, будет интересная схватка. Все. Ну, как ты хорошо, активно начинает. Ох, тянет, Ваня, тянет. ох ты! Ух ты. Ну, не было Без там, действий, да. Ну, Захват очень интересный. напористо ножку взял, поднял. Что будет делать? Посадку или вытолкнет за ковер? Защищается Артур Найфонов. Ух ты! Вот красиво. Ух ты! Берет балл у Артура Найфонова. Красавец. 1-0. Да, заряженный вышел. Заряженный на все 100%. Попытался и прием сделать, и уже 1 балл. Да, что нас ждет? Да, что за схватка будет сейчас. Артур Найфонов должен проснуться сейчас, конечно, да. Показать все, на что он способен, да, и Да, выталкивать за выталкивает. ковер. 1-1 уже. Отыгрывается Артур Найфонов, и счет 1-1. Ну, разозлился, наверное, да, Артур Да. после такого натиска. Но мы знаем, что Артур Найфонов может бороться до последней секунды. Все 6 минут он функционально готов. И набирать будет даже во втором периоде в конце. Вяжет пока. Да, Артур уже начинает поддавливать, начинает работать первым номером, уже понимая, что его соперник настроен настолько серьезно, и, конечно, уже и Артур Найфонов не будет расслабляться ни на секунду. Да, серьезная схватка, прям принципиальная такая. Конечно, Владислав Валиев пытается взять матч-реванш. После Лиги Поддубного там он уверенно. Большим счетом проиграл, не технически, но отрыв баллов был большой. Снова Ну, на коленях. Да, на коленях, Да. поэтому без оценки это действие. Последняя минута первого периода. Артур начинает все-таки, да, работать активно. Весовая категория до 86 килограммов, понимаете, это тоже одна из самых конкурентных весовых категорий во всем мире, да. Самые блестящие атлеты выступают в этом весе, и Артур Найфонов один из них. Да. И я думаю, он обязательно найдет ключик к таким своим мировым соперникам, как Тейлор и Яздани Чирати, и будет их выигрывать на мировых аренах. Ой, не просто, конечно, это будет, да, будем болеть за Артура Найфонова. Еще не раз мы, надеемся, увидим его на больших коврах, на коврах чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Очень. Вот они, да, обладатели олимпийских медалей, трое. Хаджимурат Гацалов, Денис Царгуш и Джамал Атарсултанов. Почетные гости наших соревнований. Конкурентная схватка. Первый период очень конкурентный, прям 1-1. Вот балл от
Валиева. И ответ Артура Найфонова в повторах, ну и второй период. Так, получили наставление от тренеров. Я думаю, Артур Найфонов, да и Владислав Валиев 3 минуты отделяет чемпиона. Активно начал Владислав Валиев первый период. Посмотрим в таком же темпе, сможет ли он продолжить и второй период бороться. Да, вязкая борьба, ищут ошибку. Ну, Валиев, конечно, в первые секунды решил удивить своего соперника. Очень активно и очень даже неплохо, да, атаковал. Красиво, хороший захват. И попытался там даже сделать бросок не на 1 балл, а на 2, 4, да. Но, конечно, не получилось. Артур сумел защититься, но счет все еще скользкий, да. 1-1, равный. Хотя ведет Артур, но пока... Я думаю, что план Владислава Валиева все еще работает, потому что шансы он сохраняет все еще на победу. Одно неверное, что называется, движение, и все, да, все может поменяться на 180 градусов. Да, соперники готовы. Вот. И вот попытка любая атаки. ошибка. Я Хорошо. уверен, что и один, и второй готовят какую-то атаку, но понимают, что если произойдет какая-то ошибка, спортсмены оба опытные, могут быть сразу же наказаны. Поэтому ищет момент, и Владислав Валиев понимает, что проигрывает встречу при равном счете, и он ищет вот эту атаку, и Артур Найфонов. Да, Артур работает первым номером, он Да. пытается атаковать, но за ковер опять, но на коленях вышли, да, здесь нет оценки. Да, пассив дают. Нет, по-моему, нет еще. Да, последняя минута. Я думаю, что не будут сейчас наказывать Валиева. Дадут отбороться последнюю минуту, тем более, что Артур Найфонов сейчас в выигрышной ситуации, он выигрывает. Ну и шанс у Валиева может появиться, но пока очень хорошо контролирует ситуацию. Да, Артур. Артур Найфонов хорошо подгружает, и видели, и действия делает, контролирует центр ковра, вот, вяжет, в принципе, все контролирует. А время есть. Мы видели, как Сергей Козырев даже не на последних секундах, а именно на последней секунде, да, сумел выиграть схватку, да, так что... Да, расслабляться нельзя ни в коем случае. Валиев это прекрасно понимает. Будет, наверное, взрыв на последних секундах. Да, попытка. Вот он пытается взять, да, как в первом периоде, вот пытается вот так подгрузить его. Вот уже рывки. Да. Но, да, попытка. Последняя! Блестящий 2 балла! 2 балла есть на последних секундах. И Е-е-е! вырывает победу Владислав Валиев. Выигрывает Артура Найфонова. О чем мы и говорили. Это был план Владислава Валиева, который сработал. Да, сработал. Он Он сработал на все 100%. Давно я не видел, что Артур Найфонов проигрывал. Смотрите, давно. у него даже, по-моему, слезы небольшие появились. Да. Эмоции просто на глазах у Владислава Валиева, которого мы поздравляем с этой блестящей победой. Это была действительно тактически очень грамотная, блестящая победа Владислава Валиева, осетинского борца, против олимпийского призера, против трехкратного чемпиона Европы. Это действительно дорогого стоит. Это то, о чем вы можете потом рассказывать, как вы видели финал, блестящую победу Владислава Валиева. Да, полностью поддерживаю, согласен тебя, Степан. Давно мы не видели, что Артур Найфонов вообще кому-то проигрывал на международных турнирах и на чемпионатах России. Да, вот это подарок он сделал всем болельщикам, зрителям. Ну, конечно, для человека, который персонально не болеет за Артура Найфонова, этот, но this match, да, скажем,
когда не фаворит выигрывает, а человек, против которого, в общем-то, были большие, скажем так, Да. сомнения, но он выиграл. Да, у нас начинается шоу. Да, очередное шоу, Да. и мы с вами тоже насладимся этим представлением. А мы, друзья, возвращаемся на ковер, и нас ждет встреча до 79 килограмм. Радик Валиев. Да,
Но заканчивает свое представление гимнасты Государственного цирка Республики Саха-Якутия. Благодарим их за это представление. И ждем наш финал. Следующий финал весовой категории до 79 килограммов нас ждет. Да, здесь встретится у нас Радик Валиев, Северная Осетия, Алания, и Ахмед Усманов, победитель Кубка мира в Белграде и также победитель Лиги Поддубного. Дагестан. Да, Дагестан, Осетия, принципиальная такая встреча двух спортсменов. Как стенка на стенку, Дагестан, Осетия, тоже две сильнейших державы. Вот он выходит, Радик Валиев, заряжен на все 100%. Очень поскромничал, конечно, Радик Валиев. Видимо, действительно скромный человек. Вышел, немного постоял, 2 секунды, да? Да. И так, бочком так вышел. А сейчас перед вами его соперник Ахмед Усманов. Да, Ахмед Усманов. Тоже очень быстро не стал стоять. Тоже скромный парень. Но все они покажут на ковре. У них будет 6 минут нашего внимания, в центре нашего внимания. Так что все возможности для того, чтобы показать все свое мастерство, у них есть. И самое главное, они в финале. Это борьба за медали. Свисток, поехали. Ох, проходит в ноги, сразу летит. 2 балла у Валиева. 1 балл, да? Да, вытолкнулся ковер, оценили в 1 балл. Опять проходит, начинает атаковать и атаковать. Видит все, отключил ручку Ахмед Усманов. Но видно сразу, что это противостояние принципиальное, да, как начали сразу. С первых секунд прям да, такие и активные Усманов действия. такой сразу встал и в центр ковра пошел с таким желанием отыграться сразу же. Ух ты! Да, тоже атакует и выталкивает за ковер. Балл. Вот Да. это да. 1-1. Делают красивые такие действия, да, но оцениваются в балл, просто выталкивают за ковер. Моментально, можно сказать, отыгрывается Ахмед Усманов. Радик Валиев, призер чемпионата мира 2021 года. 79 килограмм, уже очень конкурентный вес у нас, несмотря на то, что это не олимпийский вес, но как мы видим, да, какие здесь мастера тоже в финале. Ох, ножку Проход прошел, в ноги. да, и есть посадка. На обратный тянул Да. Усманов. 2 балла показывает, мы видим, да. Взял скрестный И захват. 1 балл. 2-1, 3-2 сейчас счет схватки должен быть. И вскрестный захват, но не пошел Усманов, мне кажется. Да, пока защищается здорово. Да. И 2-3, да, в пользу Усманова. Замечательно сейчас он прием сделал. Об обратный потянул своего соперника, да. И заработал 2 балла. Ну, а Валиев, в свою очередь, вышел за спину и заработал 1. Да. Соотношение 2 к 3. Взял на скрестный захват. Шансы были, но хорошо защищался Ахмед Усманов. Эффектная очень прям борьба идет. Навязывают, атакуют, действуют красиво очень.
Вот всегда в атаке. пятку Радик взял Валиев, Валиев. да, приподнялся и... И 1 балл все еще. Да, вот это. 2 балла. Вот 2 2 балла, Да, да. посадил. Да, 4-3. Блестящая схватка. И сейчас мы с вами наблюдаем. 40 секунд до окончания только первого периода. Нет, все-таки один вот показывает, да? Ну, да, 3-3 счет. Да, вытолкнул. Да. Постепенно набирает баллы. Очень красивая схватка и очень равная, да, что радует Да. тоже. Два равных борца. Да, и по очереди атакуют. я думаю, интрига будет у нас сохраняться до самого конца здесь тоже. Да, хороший темп задали. Прям 10 секунд остается до конца первого периода. Надо чуть-чуть перевести дух, отдохнуть, послушать наставления тренера. Да. Абсолютно нет у меня никаких сейчас догадок насчет того, кто выиграет эту встречу. У меня вообще нет. Степан, такая же ситуация вообще. Даже не представляю. 50. Два достойных борца, 50 на 50. Абсолютно равные шансы. Вот. Блестящий, да, переворот. Да. Фоп, Да, вот раз потянул. и физически, да, сделал, перевел в опасное положение Спартера. А тут вот, как да. зацепил пяточку, прям раз и поднял. Очень хороший, да, видите, Да. контроль. И посадил здесь здорово, конечно. Но, видимо, посчитали, что вышел уже далековато, да, за ковер. И не стали это засчитывать за 2 балла, дали 1. Ничего страшного, все еще Валиев ведет за счет последнего активного действия. Да, второй период у нас. Продолжают активно действовать и проходит в ножки Ахмед Усманов. 1 балл. Выталкивает за ковер, становится счет 4-3. Да. Вроде, да, активное такое действие на бросок. Ну, 1 балл. Вот за зону прям такой рывок сильный, мощный. И Но они хорошо, выталкивают. да, друг друга знают и, видимо, тоже опасаются и контратак, да, они лучше, лишь бы заработать балл, да, на движении сразу же выталкивают за ковер, когда у них есть возможность Да, как на говорится, инерции, лучше да. синица в руках, чем Да. журавль в небе. И проход уже, Да. в свою очередь, от Валиева, но защищается пока Усманов. Поднимается. Валиев пытается Да, поднимает, поднять соперника. поднимает. Здорово сейчас вытянул ногу, да, но Контрит. очень хорошо сейчас боковая, но контратака от Усманова, которая пока к действиям не привела. Хорошо пока контролирует тоже ситуацию Валиев, но Да. здесь пока без оценок. Но, согласитесь, это был очень мощный момент, да? Красота борьбы не только Да, в атаке, но да. и красота борьбы заключается и в защите. Надо уметь защищаться и красиво это делать, грамотно это делать. Атакует опять Валиев, все видит Ахмед Усманов. Продолжается борьба. Да. Очень интенсивный темп борьбы. Да, и 1,5 минуты еще бороться в таком темпе. Да, мы видим, как и нравится, видимо, эта борьба. И сам Прошел ножку. Усманов проходит ногу. Защищается Валиев. Да. Пытается за ковер. И Зона, ну, кто первый? Получается у него. Да. 5-3. Валиев первый заступил. Да, Радик Валиев пока уступает. Минута остается. Опять Надо включиться Радику Валиеву. Ну, мы видим, он отлично, в принципе, проходит в ножки. Ногу в одну, но атакует. Усманов атакует. Да. Да, накал страстей растет. 30 секунд остается до завершения схватки. На 2 балла будет пытаться делать сейчас. Да, надо Прием. рисковать. Валиев.
Одного ему недостаточно. Да и сил не так много осталось. Очень много они оставили сил. И в первом периоде Проходит? Нет, отбрасывает. издалека Всё, пытался сейчас пройти в ноги Радик Балиев. 10 секунд последних остаются. Будет ли рывок последний? Еще разок. Защищается Нет, 5 Ахмед секунд, Усманов. 4. Все. Да, не получается. Ахмед Усманов. Да. Да, как видите, как нравится, да, Да. борцам бороться именно в такой обстановке, когда переполненные трибуны, Да, все когда три- вот такой стоит гул. Да, все трибуны переполнены, даже уже Абсолютно на все, да. боковушках уже люди сидят, просто зал. ЦСП «Триумф» полностью переполнил, друзья. Да, ну это где-то Да. 3 с лишним тысячи точно есть здесь зрителей. А мы, Может, даже 4. а мы поздравляем Ахмеда Усманова, поздравляем сборную Дагестана с победой. Да, и видим тоже эмоции, да, после финала, как Да. они о многом они говорят, эти глаза, да, сколько человек отдал, сколько пролил пота, сколько крови, да, и боли испытал за Да. то, чтобы стать чемпионом. Это звание чемпиона, оно очень высокое, действительно. Ну и Радика Валиева мы тоже давайте поздравим от всей души. Это был блестящий финал, это Конкурентная блестящая, да, схватка двух отличных атлетов, борцов, достойных друг друга, достойных этого финала. 5 финалов нас еще Да, ожидает. вот смотрите, да. Перед тем, как пригласить следующих Ахмед героев Усманов выступления, становится чемпионом нашего турнира. «Триумф» Блестящая победа и очень хороший финал, действительно хороший. Ну а мы ждем одно из главных событий нашего вечера. Да, олимпийский вес 74 килограмма. Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ, параллельный зачет Северная Осетия, Алания. Двукратный, да, вот он выходит, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион, друзья, на Коркинском турнире. И взрываются трибуны, Да, от трибуны восторга. все его встречают. Видно, что он уже больше, да, привык к вниманию. А предыдущие борцы даже 2 секунды задерживались на этом пьедестале. А Заурбек Заурбек Сидаков, уже да. хорошо понимает, что это часть шоу, что надо тоже пообщаться и с публикой, да, показать себя. Да. И это хорошо всегда. И его соперник, друзья, Курбан Шираев, молодое дарование, Дагестан, чемпион Европы, чемпион международных, чемпион России, чемпион международного турнира Иван Ярыгин. Молодой, Да, но уже опытный борец Курбан Шираев. Да. Дагестан. очень он начал интенсивно набирать по весу и в 65 выиграл олимпийского чемпиона Сослана Рамонова. Перешел в 70 килограмм и сейчас уже борется в 74 килограмма. Перешел в олимпийский вес. Тоже Встреча. блестящий атлет. Мы видели его схватки с нашими борцами. В финале чемпионата Европы в 65 килограммов он боролся с нашим Нюргуном Скрябиным. Боролся он и с Виктором Рассадиным. Вы видели и полуфинал Ярыгинского турнира этого года, когда наш борец стал чемпионом. Так что вы его очень хорошо знаете, этого борца. Дагестанский проспект, один из самых перспективных борцов, наверное, не только России, но и мира, Курбан Шираев. Давайте посмотрим, что он сможет показать Заурбеку Сидакову, олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира. Ух, эмоции Степан переполняет, честное слово. Да. Такая встреча, такая схватка. Она в активном ключе. Мы знаем, Заурбек Сидаков одну ножку. Да, это его знаменитый проход, Да. от которого, наверное, невозможно защититься, если он его подготовит и сделает правильный момент. Приемов против него нет. Ну а главное не просто хорошо, как сейчас пытался сейчас за спину пройти Курбан Шираев, и чуть было у него это не получилось. Хорошо, да, продернул. Да, мы уверены, что сейчас и вся Осетия на ногах, и весь Дагестан сейчас болеют за своих борцов.
Напоминаем, что можете наблюдать. Ух ты, не дадут Да. нам договорить. И Да. Сидаков первые 2 балла зарабатывает Да, в этой схватке. забирает 2 балла. Так, стойка. 2 балла уверенно забирает Заурбек Сидаков. Да, Курбан Шираеву удавалось уже выиграть олимпийского чемпиона. Есть ли шансы и сможет ли он это повторить? Да, хороший темп. Вяжутся. Одна минута до завершения первого периода. Да, можете себе представить, у нас на центральном ковре сейчас лучший борец планеты. Ну, это можно смело так говорить. Это двукратный чемпион мира и чемпион последних Олимпийских игр, да? Заурбек Сидаков. Мог приехать сюда и Магомед Хабиб, Кадимагомедов, и устроить повтор финала Олимпийских игр, да, и была такая, ну, в общем, возможность, да, об этом говорили и организаторы, но вот в последний момент сорвалось, к сожалению. Да, к сожалению, тоже. Как было бы интересно здесь И публика, и посмотреть. зрители абсолютно все ждали Магомед Хабиба Кадимагомедова, серебряного призера Олимпийских игр. Я думаю, что действительно за этой схваткой следит весь борцовский мир. И я думаю, и в США наверняка, да, смотрят конечно. за Заурбеком Сидаковым, за такими лидерами всегда, конечно, большое внимание. Да, Заурбек Сидаков выигрывал таких лидеров, как и Дейк, и Бароуз, да? Да, Бароуза выигрывал, и Чамиза, итальянца. Вот, смотрим, как здорово, да, провалил и за спину вышел. А Кайл Дейк был в сетке на Олимпийских играх у Кадимагомедова. И Магомед Хабиб расправился с ним технически, 11-0 выиграл его в Токио. Да, Тоже удивил тогда, конечно, да, всех. сделал Это он был сенсацию. фаворитом, да, тогда. Я Кайл в тот Дейк. день разбудил всех соседей дома. Многоквартирного, скажи, дома. Да, многоквартирного, верно. Опять хорошо проходит, ну все видит Заурбек Сидаков, хорошая защита. Курбан Шираев заряжен тоже, конечно, понимаем. Молодой парень. Для него это серьезнейший экзамен. Это схватка с олимпийским чемпионом. Он тоже переходит в олимпийский вес, 74 килограмма. Он будет пробовать свои силы, Да. чтобы стать лидером сборной России. Второй турнир уже у Курбан Шираева в этой весовой категории. Он ездил в Белоруссию, в Минск, где недавно стал чемпионом турнира Александра Медведя. Да, вяжутся. Накал страстей растет. Время тает, а накал страстей растет. Счет не такой большой. Что на последних секундах, какие бывают камбэки. И Владислав Валиев нам это показал. Да, зрители в зале кричат «Курбан, Курбан». Проход в ноги фирменный от Сидакова, но Да. Шираев здорово защищается и даже пытается сейчас разорвать захват и пройти за спину соперника. 2 балла он хочет сейчас заработать, но Да. свисток сейчас, наверное, поможет Заурбеку Сидакову. Да, не дает Заурбек Сидаков, но очень плотно. И уже сам в атаку пытается, да, пройти. Да. Заурбек.
Пока нет баллов. Защищается пока Курбан Шираев, но сейчас... Да, 2 балла. 2 балла. Сидака. Да. 4-0. В очень опасном положении был Заурбек Сидаков. Последняя минута, но, конечно, рисковал и Курбан Шираев, когда пытался в этом захвате, из этого захвата взять максимум. Конечно, он хотел победы, он хотел 2 баллов сравнять, и уже были бы у него шансы выиграть тогда. Но Заурбек Сидаков очень большой мастер. Даже из такой ситуации сумел сам выйти победителем, да? 4-0 уже ведет. 30 секунд. Да, Курбан Шираеву надо рисковать. Бросок на 4 балла только его может спасти. 20 секунд. Мы видели, как Валиев выиграл на последних секундах. Сможет ли повторить такой подвиг Курбан Шираев? И Сергей Козырев у нас тоже Да. сегодня на секунде, да. Поэтому борьба будет идти. Попытка сейчас. Но защищается. Как Да. здорово защищается. Да. Свисток. Чудо не произошло. И олимпийский чемпион подтверждает свое звание и становится чемпионом турнира, международного юбилейного турнира в память Коркина Дмитрия Петровича. И восторгом встречают Да. эту победу зрители Центра спортивной подготовки «Триумф». Вот показывают камеры, зрители, просто весь Триумф переполнен, друзья. У нас начинается концерт. И Да, представление мы посмотрим. Наши финалы. Но и посмотрим Вашему вниманию повторы сейчас ансамбль этой схватки. Блестящая схватка в исполнении и того, и другого. Я Да. думаю, что Шираев, конечно, он недоволен, что он не выиграл, но для него это очень хороший опыт. Именно с лидером он здесь Да. встретился, с лидером этой весовой категории. Хорошо отборолся. Все, мы уходим на... Ты приходи в долину Туймада, звучит хомус в порывах ветерка, купается в реке полярная звезда, пополни чашу мира и света и добра. На вечной мерзлоте мы утверждаем жизнь, мороз и дым, Ростов.
Ансамбль Кенеку, ваши аплодисменты. Да, наши также благодарность ансамблю Кереко. Да, замечательный музыкальный номер. Ну и ждем мы следующий финал, который, как любит говорить мой тезка Степан, бомбический будет. Бомбический финал, друзья. Мы возвращаемся на ковер. Схватка до 70 килограмм. Анзор Закуев, представляющий Республику Крым, параллельный зачет. Кабардино-Балкария. Анзор Закуев. Да. Якутские зрители его очень хорошо знают. Анзор Закуев еще на чемпионате России 2016 года здесь дал бой олимпийскому чемпиону из Осетии. Сослану Да, Рамонову. Сослану Рамонову, да. И это была блестящая схватка. У него были тогда даже шансы выиграть. Все Да. это хорошо помнят. Евгений Жирбаев перед Да, вами. и выходит Евгений Жирбаев, друзья, была у него травма. Вот, восстановился он. Длительное время мы ждали его схватки. Но он залечил свою травму и уже сенсационно выигрывает. Он выиграл здесь 74 килограмма турнир Крылова. Выиграл в финале Исраила Касумова. И сейчас он уже в финале Коркинского турнира. И соперник его Анзор Закуев. Вот интересно, там в секундантах у него Виктор Рассадин, пятикратный чемпион Коркинского турнира. Ну а Женя, мы знаем, он является четырехкратным Да, ему чемпионом. не хватает одного золота, И чтобы сравняется, догнать. да, сравняется он со своим другом Витей. Анзор Закуев, Евгений Жирбаев, Крым, Республика Бурятия. Из первых секунд сразу очень активно начинают борцы. И Анзор Закуев тоже очень зрелищный борец. Он блестящий, да, атлет. Он финалист чемпионата России этого года. Сумел взять реванш здесь на Коркинском турнире у Исмаила Мусукаева. Исмаила Касумова, да. да. Но его же смог выиграть сегодня и наш борец, якутский борец Константин Капрунов, которого мы тоже от всего сердца поздравляем с бронзовой медалью. Порадовал он республику, совершил невероятный камбэк. Да, со Вот. счета 0-7 сумел он выиграть 13-9. Два броска на 4 балла действующего чемпиона России и чемпиона Европы. Порадовал он республику. Интервью давал Анзор Закуев и сказал, что на Коркинский турнир он приехал только за золотой медалью. Его не устраивает ни бронзовая, ни серебряная медаль, только золото. Но это понятно, потому что он много раз брал серебряные медали, да, и Чуть-чуть его не встреча хватает ему. сегодня в этом году в финале Ерегинского турнира он встречался с нашим Виктором Рассадиным и удостоился серебряной медали. Очень жаль, конечно, что Виктор Рассадин здесь не смог выступить, он только от травмы сейчас залечивается, да. Уже потихоньку начинает тренироваться. Желаем его скорейшего выздоровления и, конечно, возвращения на ковер. Вот он, кстати, Да, перед вот вами. крупным планом показывают Виктора Рассадина. Все схватки он секундирует, выходит, переживает за своего друга Евгения Жирбаева. Молодец. Борцовское братство. Хороший темп борьбы, но счет у нас 0-0. Взвинтили хороший темп. Ну, это только вот первые, я думаю, да, время. И даже были там хорошие атаки, проходят Да. ноги. Евгений Жирбаев хорошо сейчас контролирует эту ситуацию. Подтягивает к себе Да, соперника. забирает 2 2 балла. балла. Крестный захват пытается взять. Нет. Да, нет, берет скрестный Ух захват. ты, взял. Очень опасно, взял. Взял. И катит. покатил. Пытается Анзор Закуев. 5-0. 7-0. Нет, И- это очень тяжело выйти. 9 сейчас. 9-0. 9-0. И Акина. Нет. 11-0, да, попался на Пятикратный. прием. Пятикратный чемпион Коркинского турнира. Как его здесь аплодируют, друзья. 2 минуты всего понадобилось Евгению Жирбаеву. 2 минуты он становится и догоняет Виктора Рассадина по медалям Коркинского турнира. Становится пятикратным обладателем. Мне кажется, это хороший претендент на то, чтобы получить серебряную борцовку. Да. Все схватки Какие? он выиграл досрочно. Все схватки. Досрочно. И все финалы, и Крылова, и Коркинского турнира после возвращения
выиграл технически с разрывом в 10 баллов. Его здесь, конечно, очень любят. Это любимец якутской публики. Он здесь много раз выступал. И, конечно, он очень рад, что получил 5-ю золотую медаль турнира Коркин. Смотрите, как приветствует борца. Да, это супер схватка. Да, очень тяжело выбраться с крестного захвата. Попался Анзор Закуев, плотно взял. Да, Да, захватился. Анзора, конечно, жаль, но всегда эта борьба здесь бывает. Победители есть проигравшие. Вы понимаете, что у нас на турнире 193 атлета выступило, Да, и далеко не все из них станут чемпионами. 13 стран и 18 регионов. Да? Радость такая. Да. Молодец, Евгений Жирбаев. Очень тепло. Благодарность публике за такие эмоции. Он сам, наверное, не ожидал, Да. что вот так быстро он сможет, да, одержать победу над блестящим, конечно, атлетом тоже Анзор Закуев. Да. Ну и у нас весовая категория 65 килограмм, олимпийский вес. Здесь встретится у нас Шамиль Мамедов, молодой парень. Выиграл он чемпионат мира по юниорам и уже заявил себя во взрослой борьбе на международном турнире Ивана Ярыгина. Стал там чемпионом, очень конкурентный вес был. Вот, и он завоевал золотую медаль. Да, Шамиль Да, Мамедов. следом он поехал в Турцию на международный турнир Яшар Дагу и там завоевал золото. В финале он выиграл Загира Шакиева. Провел очень интересный такой прием. Наверное, все любители борьбы видели эту схватку и помнят, что за прием он там сотворил. Чудо-прием. Да, А его- блестящий атлет, очень техничный борец. И его соперник сейчас выйдет. Абдулмажид Кудиев. Абдулмажид Кудиев выигрывал уже у Мамедова. И Мамедову надо сейчас отыграться в финале тоже. Для него это очень важная, принципиальная схватка, встреча. Да, Абдулмажид Кудиев, еще одно молодое дарование из Дагестана. Блестящий борец. Он залечивал травму, да, достаточно долгое время, но сейчас Абдулмажид Кудиев хорошо готов. И готов он встретиться со своим хорошим знакомым в финале нашего турнира. О как! Да, Даже рвутся, бегом вышел, да. рвутся, оба рвутся Как прям. цепи сорвались, да? Просто ждем свисток. Да. Шамиль Мамедов, Московская область, Москва и параллельный зачет Дагестан. Да, оба воспитанника дагестанской школы вольной борьбы. Шамиль Мамедов сейчас в лидерах. Один из лидеров в Да, этом один весе, из лидеров 65 хорошо килограмм. набрал. Ну и Кудиев возвращается в большую борьбу. Да, Я перерыв думаю, у него он, был, да, травма была. Все тоже восстановился, залечил и уверенно на таком турнире уже в финале. тоже один из самых интересных финалов. Два равных, в принципе, борца. Мы говорили о том, что они, да, и в совсем еще молодом возрасте наверняка много раз встречались. И я вот знаю, что и Кудиев выигрывал у Мамедова. Так что и реваншистские кое-какие настроения тоже должны быть, да? Да, рисковать никто не будет. Но после этой схватки будет схватка, которая принципиальнее, которая, наверное, Да, ждут здесь многие нет, да. болельщики. Я думаю, ждет весь Дагестан даже. Конечно, да. И вся Россия. Это Аббас Гаджимагомедов и Ахмед Идрисов. Буквально недавно они встречались в финале, да, на турнире Поддубного, и Идрисов тогда смог выиграть, но и прервал серию Спартакиада была. побед, да, Аббас Гаджимагомедова, которая длилась на протяжении 2 с лишним лет. Да, 2,5 года точно. Ну а якутские, конечно, болельщики ждут последней схватки, которая завершит наш турнир.
Ариан Тютрин и Рейнере Андре Ортега. У нас самое интересное еще впереди, так что никуда не уходите, следите за трансляцией на НВК Саха. Тем временем Мамедову дали пассив. Кудиев, здорово! Да. Выталкивает балл. Да, они хорошие друзья, знакомые. Да, конечно. И здесь противостояние именно мастерства будет. Да. Хорошие друзья, на ковре соперники, но как только сошли с ковра, настоящие друзья. Один-один. Кудиев выигрывает. Да, 2 минуты уже пролетело схватки. Хорошо проделал. Ну, Мамедов хорошо защитился. Ух ты! Что за защита и с одной, и со второй стороны. Как прочувствовал и рабочую зону, да, сумел уйти. Кудиев, не нарушив вот зеленый круг, желтый круг. Да, мы волнуемся тоже, конечно, да. Да, схватки, конечно, эмоциональные, и нас тоже переполняют эмоции, друзья. Прошел ножку и вытолкнул за ковер бал. Кудиев. На последних секундах. 2-1. Да. Да, смотрит на табло и дает руку. Руки пожали. Перерыв 30 секунд. Не расслабляться. Не расслабляться. Дагестанский состав Еще вышел. 3 минуты. Да, хорошие моменты были. Ну, второй период начинается у нас. Да, Мамедов сейчас должен включиться в борьбу в любом случае. Очень тяжелая у него схватка была в полуфинале с Шахгириевым. Сегодня, кстати, Шахгириев стал бронзовым Призером, да? Да, турнира. Здорово сейчас Мамедов атакует, но как хорошо защищает Кудиев. Не ушел таки, не ушел. 2 балла есть. 2 балла есть. Мамедов. Молодец. 3-2. Как вырывался, да, прям как, даже не знаю, как кто, да, как рыба просто из сетей вырывался сейчас. Кудиев, но сумел поймать его Шамиль Мамедов. 2 балла взял таки. 2 минуты. Да, минута пролетела очень быстро. Одно хорошее активное действие. Борьба просто очень высочайшего уровня в наших финалах. Да. Любой специалист вам это подтвердит. Это, конечно, космос, да? Да, 13 стран и международные у нас. И у нас даже есть весовая категория 57 килограмм, даже где нету сборной России. Да. У нас будет Куба и Белоруссия. Теперь Кудиеву надо что-то предпринимать, искать момент для атаки. 1,5 минуты бороться, минута 20. Ну и последняя минута при счете 3-2 в пользу Шамиля Мамедова. Что случилось? И 1 балл не спасает Кудиева от поражения. Ему надо брать 2 за счет качества.
Да, Ох проходит ты, и 2 и балла взял берет, 2. да. Абдулмаджид Кудиев берет 2 балла. Снова услышал мои слова, да? 2 балла. 4-3 ведет Кудиев. Но здесь уже за последнее действие 1 балл спасает Шамиля Мамедова. Услышит ли он меня? Посмотрим в эти 43 секунды. Ты, Степан, как провидец, кстати. Да. Сегодня ты за встречи за 3-е место. Много схваток так угадывал по приемам. «20 секунд». Как сейчас, да? Да, Пытался защищается, ну, провалить продернул. соперника, да. Но хорошо, как Кудиев контролирует. Все, схват... Ух ты! И делает переворот, но накрывает Кудиев. Что за схватка? Да. Нет, Да. здесь будут вопросы. Да, Если, здесь будет если, вопрос. если Шамиль Мамедов взял 2 балла, а его соперник 1, то выигрывает Шамиль Мамедов. Да. За счет качества его действия. У него 2 двухбальных будет приема, а у Кудиева будет 1-1-2. Ну, то есть, да, на последних этих. Здесь будет непросто, мне кажется. Да, сейчас судейский штаб должен решить. Я этот вот момент. смотри, да, сейчас он сделает 5 баллов. Да. Это два полновесных балла у Шамиля Мамедова. Красиво, очень красиво сделал. Да. 2 балла. Это последние 10 секунд. Да, и сейчас. накрывается. И накрывает его сейчас Кудиев, но за это действие дают 1 балл. А мы знаем, что сейчас по правилам борьбы главное это качество, да, при Качество равенстве. оценки, да, 2-2 и 1 А потом балл. уже за последнее действие. Но Кудиев думал, что он взял. Да, 2-2 показывает. Шамиль. нет, 2-2 было и Кудиев выигрывает. 2-2, да, все-таки? Да, 2-2. 6-5, 6-5, да, 2-2 счет был, и с одной стороны опасное положение, и со второй судьи дали 2-2. Хорошо, тогда Кудиев, Да. поздравляем. Да. Это была блестящая схватка, очень хорошая. Кудиев возвращается в большую игру, в большой Да. спорт, на Да. большой ковер, да. Здесь очень конкурентный вес. Здесь есть Ибрагим Ибрагимов, действующий чемпион России, да. Здесь есть Фирзалиев, Рамазан Фирзалиев. Здесь есть у нас Гаджимурат Рашидов, Гаджимурат Амаров. Олимпийский, да, призер. Да, Вот это да. Ну, Кудиев, все уже запомните это имя. Это будет грозная сила на всех чемпионатах России, на других международных Да. турнирах. И он начинает свое восхождение именно с нашего турнира, Да. возвращается на большой ковер и становится золотым призером, Да. медалистом. Да. как он тепло, да, Да. своего Ну, друга друзья, прям, да, да, прям поддерживает. друзья. Ну и интервью чемпиона. Да. А у нас по сценарию тоже, я так понимаю, сейчас Да, уходим небольшое на... шоу. Да, сейчас шоу, уходим на небольшую паузу, друзья. Kalın kaçağa kaytar bakka, kütmekün edgar köyter bakka, çoran karak küçük eder, kem dolu anarırın dukarı, etli çiğmin, bıyık kay çarın dukarı, tımırıstın kan çiğlerin dukarı, dokta bakka, tallı bakka, bastı bakka, tavukta bakka, tulurdaktı, çulurdaktı, indi mi çekka, indi mi çekka. Ken tuttabi, ken käti tuolan, luolaa luolan, voi sirkkää kälppipiän. Ken tuttabi, kynua tuttan yören, hopsanaani syören, voi sirkkää sötjäppiän. Ken tuttabi, parjonum aukkyhaa, öljytyn parihaa, mihinni puolarina. Örrejemi sanamın kötüver, artigar erköyer, käkejo bağlarıta. Algı solundudan, asımlı boydan, inni teki. O sırtlık saatha, uyar Irak'a, inni fatu.
Inni bir hadu Inni bir hadu Omulun atapat, saranda sarbat, sorok urdu starttan. Kelleye bir barıtan tuttunan, kırcıkta kuttanan, çaltı sılcar çalton. Yer diye bir çolban sulus uyar, emiye de putuyar, sualun batar betan. Diye düğünü tahsini, paramat ahsini, satan toro yardıtan. Algı solundudan, asını oyudan, indi bir deki. Ol sırtık sağa, uyar Irak'a, indi bir kodu. Gülümlü vereyen, Meri sürtleyen, indirik yeki. Yürüdük kedağın, çıkçal ve harban, indirik kodu. Indirik kodu. Sakaydı, Saka Respublika'da, Erolanda, Tosun'da, Uğur'a. İndirik yeki O sırtık sağa Uyar Irak'a İndirik kodu Külünlere Sürtleyen İndirik yeki Yürüdük kenan Çıpçak harman İndirik kodu İndirik kodu Еще громче! Аскалон Павла, ваши аплодисменты! Так, друзья, мы возвращаемся на ковер, и нас ждет встреча 61 килограмм. Очень принципиальная схватка. Аббас Гаджи Магомедов, чемпион мира, чемпион Кубка мира, чемпион Европы, 4-кратный чемпион России. 2,5 лет он никому не проигрывал ни одной схватки. И только Ахмед Идрисов на спартакиаде сильнейших смог остановить его и разорвать эту цепочку побед. Сейчас здесь будет принципиальная схватка. На чемпионате России в финале Аббас Гаджи выиграл, а на спартакиаде сильнейших Ахмед Идрисов. И вот они уверенно по своей сетке прошли и встречаются в финале. Да, Аббас Гаджи Магомедов зол. Он не отдал ни одного балла на этом турнире. Да. Выиграл всех соперников досрочно. Я думаю, что финал будет действительно бомбическим, потому что Ахмед Идрисов тоже злой выйдет сейчас. Давайте посмотрим. Вот он, Ахмед Идрисов. Встречает публика его. Он даже не постоял. Надо быть более уверенным. Ахмед Идрисов. Но он сконцентрирован именно на поединке, конечно. Ахмед опытный тоже борец, конечно. И это будет очень Ну, это накал страстей, большой, да, друзья. большой накал. Это будет супер проблем. схватка. Магомедов, Идрисов. Пошла схватка. Сможет ли Магомедов взять реванш за поражение на турнире? Хорошо, что он будет. Два борца знают друг друга.
Ну, Аббас Гаджи Магомедов в любом случае застаиваться не будет. На спартакиаде у него была ответственность, все-таки шел без поражений. И здесь он понимает, что ему надо атаковать и атаковать, надо навязывать свою борьбу, чтобы выиграть Ахмеда и Идрисова. Да, минута прошла, пока вяжутся. Да, недавно получил он Аббас Гаджи Магомедов недавно получил самое высшее звание в спорте, в вольной борьбе, заслуженный мастер спорта. На турнире у нас 3 мастера, 3 заслуженных мастера спорта, 3 ЗМСа. Андрей Владимирович Тарасенко, глава Кабинета министров, да, премьер-министр республики, председатель правительства, если угодно, да, тоже внимательно наблюдает за схватками, финальными схватками нашего турнира. Ну а нам также надо обязательно поблагодарить главу республики Арсения Сергеевича Николаева, руководителя Федерации спортивной борьбы нашей республики, который сумел в такое непростое время организовать такой большой турнир. Это дорогого Многого стоит, стоит, да. и дорогого стоит. Прям низкий поклон. Да, 2 минуты прошло, а счет у нас на табло 0-0. Видим конкурентный, причем по хороших спортсменов они выигрывали, и всех выигрывали технически, как Аббас Гаджи свой переводик делал, так легко набирал баллы. А здесь заканчивается первый период, и на табло 0-0. 1-1-0, да, в пользу Аббас Гаджи Магомедова. Activity time было у Ахмеда Идрисова, и в течение 30 секунд не сделал он активное действие. Да, второй период будет жарким. Так, 20 секунд остается, расслабляться нельзя. Все, дождутся, 5 секунд достоят. Да, решится все в последние секунды, я думаю, что в последние Руки секунды. пожали. Так же, как 2 другие, да, предыдущие встречи и равные соперники, когда встречаются, не бывает там больших разрывов, да, и мы видели блестящий поединок в исполнении Шамиля Мамедова и Абдулмаджида Кудиева. Да, на последних секундах решила судьба золотой медали. Ну и подвиг Радика Валиева. Мне кажется, по-другому это назвать сложно, да, когда он сумел выиграть Владислава Валиева. Да, Владислава Валиева, да. извините, да, Артура Найфонова. Это, конечно... На последних секундах, да, у нас сегодня и Владислав Валиев забрал победу, и Сергей Козырев, да. и Абдулмаджид Кудиев. Такая завязка у них была в действиях. И 2-2 судьи дали, и 6-5. Какие финалы, да, у нас? Да. Финалы все конкурентные. Ну и ждем финал, конечно, Ариана Тютрина и Рейнери Андрея Ортега. Вот этот поединок мы уже узнаем победителя совсем скоро. 3 минуты остается всего. Три минуты бороться, полный период. Аббас Гаджи за Activity Time заработал 1 балл. То есть Ахмед Идрисов сейчас навязывает борьбу. Как хорошо, да, он защищается от этих переводов, которые просто смертельные. Как да, он один из немногих, да, кто может защищаться от таких переводов. Да. От Аббас Гаджи. Хорошо, молниеносно, как пантера, откинул прям ножки Аббас Гаджи. Контролирует руки, да, соперника Идрисов. Так, еще, да, Activity уже да. В сторону уже Магомедова показывают. Да. Это
Это да, 2 минуты остается. Да, 2 минуты, и счет сейчас у нас будет 1-1. И уже в пользу Идрисова будет. Да, в пользу Идрисова. Накал страстей, да. Да, 10 секунд остается у 10 Магомедова. секунд. Прервать activity time. Вот это да, схватка принципиальнейшая, равных борцов. 1-1 счет. 1-1. И по последнему действию выигрывает Ахмед Идрисов. Аббас Гаджи надо искать. Ох, хорошо, сейчас свой перевод он снова ищет. Контролирует руку, переводит, пытается перевести за спину. Держит, все видит. Ногу взял. Что сейчас будет, хочет, может, за ковер может попробует вытолкнуть, да? Да, вот, но 2 балла, 2 балла. Да, 2 балла берет Аббас Гаджи. Вот эта завязка сейчас была, но не смог защититься Идрисов. И 3-1 ведет Магомедов. Да, минута остается, надо что-то предпринимать Ахмеду Идрисову. Ну, 2 балла, да. Но будет практически, мне кажется, невозможно против такого Магомедова. Он в блестящей форме подошел к нашему турниру. Готовился точно, специально, да. Думал только о золотой медали, да? Да. Ну, спортсмены такого уровня. Каждый конечно. спортсмен едет за золотой медалью. И за реваншем, да? Да. Ох, поймал, взял ножку, остается 30 секунд. Надо Время вставать еще здесь. есть, время есть. Да, у встает он. Идрисова. Берет за ногу его Магомедов. Хорошо сейчас защищается. Ну, завязка такая, я думаю, что арбитр вряд ли сейчас будет свистеть. Да, 10 секунд, 5, 6. 5 секунд, 4 секунды. Идрисов, сможет ли он выйти? Нет, не смог, не успел все-таки. Да. Аббас Гаджи берет реванш и побеждает. 3-1. 3-1. Поздравляем. Это блестящий турнир был для Аббас Магомедова. И заслуженная, абсолютно заслуженная победа. Конечно, кидают челлендж даже. На эмоциях, что называется, да? Да. Уже поздно, наверное, потому что там тоже определенный есть регламент, за сколько секунд там можно кидать и так далее. А уже там поднимают руку. Наверное, не стоит сейчас обострять эту ситуацию. Поздравляем Магомедова, Аббас Гаджи с этой победой. Взял он матч-реванш у Ахмеда Идрисова. Тоже публика тепло встречает. Ну и традиционное интервью чемпиона. Мы ждем нашего борца Арьяна Тютрина. Да, вот подгрузил, но здесь уверенно прям. Вот смотрим, да, как хорошо сейчас, да, прошел-то. И Да, чуть было не посадил, да, как видел, Да. да, левую ногу, как сейчас успел убрать Магомедов. Да. А мог же там сейчас и Да, конечно, другого уровня защитился. борец, наверное, бы уже оказался там на спине практически. 100%. Хороший плотный захват. Да. Был шанс у Идрисова, но, конечно, Магомедов просто в блестящей форме. Ну, конечно, один из лучших борцов мира. Ну, 61, наверное, лучший, наверное, можно сказать, да, сейчас. Чемпион мира, чемпион Европы. Так, но у нас Чемпион заключительная России. схватка. Да, Арьян Тютрин сейчас выйдет с ковра. Да, легионер России является Призер чемпионата мира, Европы. Обладатель также Кубка мира Арьян Тютрин. Гивит Полквадзе, шоумен, ведет
наши финалы. Да, как встречает Ютрина. Да, Артега очень Рейнери молодой. Андрей Артега. Да, очень именитый уже. 2 чемпионата мира выиграл до 23 лет. 1 шаг уже во взрослую борьбу. И уже на международном турнире участвует в финале. Да, они уже встречались здесь, в Якутске, в 2019 году на Кубке мира. В составе сборной Кубы выступал Рейнери Артега. Его Ариан Тютрин с хорошим разрывом. Этот 8-2 или что-то такое. Хорошие броски он продемонстрировал тогда. Но что будет сейчас, это 3 года назад. Сейчас Андрей Артега, я думаю, что совсем уже другого уровня борец. Двукратный чемпион мира, еще раз скажем, среди спортсменов до 23 лет. И Ариан Тютрин. Все, начинается Да, эта схватка. начинается схватка. Олимпийский вес, как его называют еще. Ух ты, как Опасно сейчас продергивает. было. Да, защищается Ариан Тютрин. Но плотно действует Артега. Очень мощный этот кубинец. Смотрите, какие у него плечевой пояс, да, какие руки мощные, да. Для веса 57 килограммов, представьте, да. Сумел он на Чинна Мангуша, финалиста Да. чемпионата, двукратного финалиста Да, чемпионата чемпиона России. Европы. Выиграл призера. Да, ой, да, чемпионата Европы. призера. Сулейману Атлеги в финале Да, проиграл. да. Единственная схватка, да. Как сейчас тоже он контролирует и руку своего соперника. Конечно, он тоже жаждет реванша. Ариан на опыте, да, из такой опасной ситуации сейчас вышел. Так, Артеги. Ну, посмотрим сейчас, только все начинается. Первая минута только завершилась. Ариан спокоен, молодец. Ух ты! Наверное, чуть, да, подальше надо сейчас нам ракурс держать, потому что это борцы 57 килограммов. Здесь молниеносные броски, молниеносные движения. Да, самый легкий вес. Ух. Ну, в своем фирменном стиле пытается сейчас вести эту борьбу Ариан Тютрин. Броски в 2 ноги, да, такой ошеломляющей атаки. Но пока все равно. Идет 0-0 счет. Очень мощный, да, Артега. Физически очень сильный атлет, видно сразу. И скорость тоже у него. Балл 1 пока, балл да. Ариану. В течение Да, за 30 activity, секунд, да. да, не сделал активное действие. И Ариан пока лидирует. Артега как тоже идет всегда в атаку, поддавливает Ариана. Ну, 30 секунд остается до окончания первого периода. Снова Забегай. пытается за спину дать. такое забегание делает. Не и- сделал да. его. Такие и даже пытается сейчас сразу накат сделать. 2-1 в пользу Артеги. Свисток. Да, 13 секунд. Ох, радуется, Да. радуется его тренер. да. Пытался в пятку сейчас пройти Ариан, но не слишком хорошо подготовлена это была атака. А утыкается просто в Артегу, как в скалу какую-то. Мощь. Да, пошли на перерыв. И Да, 2-1. у Кубы появляется шанс
На вторую золотую Да, медаль. вторая золотая медаль уже у нас. Рейнер Салас Перец завоевал в 125 золотую медаль. И Андрей Ортега близится к этому. Ну, Ариан Тютрин в любом случае сейчас даст хороший бой, хорошую схватку. Вот это, да, вот это напор. Сложный, очень сложный финал. Непростой. Трибуна взрывается сейчас, поддерживает Ариана Тютрина. Как болеет. Да, просто Атмосфера футбол прям, отдыхает. да, атмосфера прям передается и на наш комментаторский столик. Да, вроде мы стоим далеко, да, от трибун, но Да. такая волна мощная идет, да. И При у том, нас что еще, мы еще в наушниках. да, в еще. защитных наушниках у нас звук приглушенный. Да. 2-1 ведет Ортега. Да. Готовит Ариан в любом случае какое-то действие, какую-то атаку. Понимает, что спортсмен очень опытный. И надо чуть-чуть его вывести на это движение. Хорошо сейчас продергивал соперника, но ускользнул Ортега. И скорость, конечно, у него тоже очень высокая. Виктор Николаевич Лебедев, да, встал. Да, конечно, все сейчас Да, волнуются, переживает. переживают. Минута 20. Ну и да, Активити сейчас ушел в защиту Ортега. Ариан пытается искать свои возможности. Да. Очень, вот видите, выключает руку его Ортега. Арбитру тоже надо в такие моменты вмешиваться, да. Чуть ли не травмировал, по-моему. Очень мощный. Да, я думаю, если Ариан сделает камбэк и выиграет такого двукратного чемпиона мира, может тоже претендовать и быть одним из претендентов на серебряную борцовку. Да, я думаю, что да, но, Да. но до этого еще надо выиграть. Да. Самое сложное, это самое главное. 40 секунд. Пассивничает Ортега, все пытается Ариан сделать действие. Хорошо сейчас, ну, пытается. Из высоких стоит, хорошо, проходит Вот ноги. проходит! И второй Вперед ногой. попала! Попала есть! 3-2! 19-18 секунд остается. Да. Нет, скрестный захват не получается взять, да? Получается? Нет. Время идет. 9 секунд остается, работает в партере. Ариан Тютрин пытается перевернуть соперника, не получается, но время завершается. И 3-2. 3-2. Вырывает победу, можно сказать, тоже на последних секундах. И становится чемпионом Горкинского турнира. Порадовал он республику. Ариан Тютрин, чемпион международного турнира в весовой категории Да. до 57 килограммов. Турнира Дмитрия Петровича Горкина. Благодарит и публику, конечно. Есть у нас золотой медалист. И Белоруссия вся радуется. Да, конечно, у них тоже достаточно много медалей, да. Мы потом еще посчитаем. Ариан Тютрин, поздравляем с золотой медалью. И Евгений Григорьев, глава города Якутска и директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд республики, которая и организовывала это шоу, это мероприятие, да, этот турнир замечательный.
Но сейчас всем зрителям уходить не надо, потому что сейчас нас ждет еще церемония Будет награждения. награждение. Давайте мы посмотрим, кто, как сумел взять здесь золотую медаль Ариан Тютрин. У нас повторы на экране. Здесь замечательно, конечно, прошел за спину. Рейнере Ортега показал очень хорошую готовность. Да, но все-таки здесь перевернул Вот, схватку, и Ариан Тютрин одерживает победу над именитым таким спортсменом. Двукратным чемпионом мира среди молодых атлетов до 23 лет. И это, конечно, дорогого стоит. Вот сейчас остается совсем немного. Проход в ноги. Да, И вот да, за вторую ногу. красиво, И да, сразу на 2 коленки вот. посадил его. Раз, 2 балла. проконтролировал и на Да. 2 балла посадил соперника. Да, поздравляем Ариана Тютрина, его тренера Ивана Ивановича Дмитриева, всю сборную Республики Саха-Якутия. Ну, он Да. воспитанник нашей школы вольной Да, борьбы, ну и да. поздравляем всю Белоруссию. Сейчас Да. он является спортсменом Белоруссии. Да, и сейчас нас ждут церемония награждения во всех весовых категориях и, конечно же, Вручение серебряной специальной- борцовки. Специальной, да, премии от болельщиков Якутии, серебряной борцовки. У нас очень замечательный турнир прошел. Мы, конечно, очень рады, что такое соревнование у нас завершилось. Конечно, немного есть, да, что-то, немного Есть от грусти, такая да? грусть, чуть-чуть как пустоты, можно Да, такое да, сказать. да. Вот Как будто Так- что-то очень большое сейчас завершилось. И очень хорошее закончилось очень быстро. Мы будем, Вот. конечно, вспоминать об этом турнире. Да, и я о Коркинском турнире уже не забуду никогда. И за такое небольшое время пребывания в Саха-Якутии, в городе Якутске, я полюбил ту республику, людей, которые проживают здесь. И с радостью приеду еще. Да, будем ждать тебя, Да. Степан. Спасибо большое за твою работу, за то, что ты здесь освещал и наш турнир, и в общем показал всю даже кухню, да, Да. нашу борцовскую. Ты тоже сам борец и, конечно, очень здорово вник во все тонкости нашего мероприятия, да, насколько это большая работа, организаторская работа. Вот Михаил Дмитриевич Пахомов, человек, который тоже очень много сделал для того, чтобы этот турнир прошел на таком уровне. И Виктор Николаевич Лебедев, конечно, тоже вице-президент, ну, заместитель руководителя сейчас, да, говорят, там, Федерации спортивной борьбы нашей республики. Александр Савельевич Оконешников, главный тренер нашей сборной команды. Тоже всех поздравляем. Поздравляем, конечно же, и болельщиков, которые на протяжении 2 дней так хорошо поддерживали. Это была сумасшедшая атмосфера. Я такое еще никогда не видел, если честно. На многих я турнирах бывал. Даже на Олимпийских играх мне удалось побывать на борцовском турнире, но такой аудитории нет нигде. Действительно, говорят, в Иране также хорошо болеют, но, честно говоря, я там не был и Да, сказать я кто не могу. Да. присоединился к трансляции, можно быстро пробежаться по нашим чемпионам, кто завоевал золотую медаль на международном турнире Коркина Дмитрия Петровича. Весовые категории у нас начинались бороться со 125 килограмм. Здесь стал призер Салас Перес, Рейнер Сарас Перес. 97 килограмм Сергей Козырев. 92 килограмма чемпионом стал иранец Мабин Али Асами Махамад. 86 сенсационно выиграл Владислав Валиев. На последних секундах он подготовил атаку и выиграл у призера Олимпийских игр Артура Найфонова. В 79 чемпионом стал Ахмед Усманов. 74 Заурбек Сидаков. Против Курбан Шираевой Заурбек Сидаков стал чемпионом. 70 килограмм Евгений Жирбаев. 65 Абдулмажид Кудиев вернулся и сразу выиграл такой международный как турнир. раз, да, лучшие моменты финалов как раз
твоей информации. Да. Вот. 61 была принципиальная встреча. Здесь встречались Аббас Гаджимагомедов и Ахмед Идрисов. И удалось взять реванш у Аббас Гаджимагомедову. И он стал победителем турнира. Ну и, конечно же, как мы со Степаном уже говорили, 57 в олимпийском весе порадовал всю республику Саха-Якутию, всю Россию и всю Белоруссию. Вот, наш легионер Ариан Тютрин. Да, поздравляем всех чемпионов, всех призеров. Давайте я еще скажу, что у сборной Республики Саха-Якутия еще есть россыпь и бронзовых медалей, которые тоже очень важны, конечно. И Андрея Бекренева мы поздравляем. Он также представляет сборную команду Беларуси. Он стал бронзовым призером весовой категории до 61 килограмма. Также у нас есть призер в весе до 70 килограммов. Это Константин Капрынов. Блестящая победа над Исраилом Касумовым, чемпионом России. Ну, конечно, это была от 0,7. И, конечно, стал призером наш молодой Станислав Сивнобоев в весе до 74 килограммов. Он выиграл у Константина Власова, своего же тоже земляка. В весе до 92 килограммов у нас стал бронзовым призером Нюргун Сергин. Тоже блестящее выступление он показал. Ну и, конечно же, бронза, которая для меня лично тоже очень важна. Максим Толмачев стал бронзовым призером в весе до 97 килограммов. Конечно же, мы все переживаем из-за борцов, которые выступают в больших весовых категориях. Да, тоже для нас важно, чтобы и в других категориях у нас появлялись борцы хорошего уровня. Будем болеть за наших молодых ребят. Ну и смотрите, перед вами Евгений Жирбаев, который, я думаю, что один из претендентов, если не железный претендент на то, чтобы получить серебряную борцовку. Но это решим не мы, а решат болельщики. Мы будем констатировать этот факт. Вот это одна из лучших схваток, которую я увидел на этом турнире. Это, конечно же, борьба высочайшего уровня. И Кудиев стал чемпионом. Борца из Дагестана устроили просто битву, вот, и с небольшим отрывом. Тоже один из лучших борцов этого турнира, это Абдулмаджид Кудиев, я думаю. Что да, так же, претенденты как и, на самом деле Магомедов. много. Сейчас даже вот сложно, мне кажется, сказать. Чисто если даже с точки зрения математики и красоты даже чуть-чуть добавить, да, я думаю, что Евгений Жирбаев заслужил, он тоже выиграл все схватки досрочно, если не ошибаюсь тоже, да. Все я не смотрел, но краем уха я слышал всегда, что за минуту он почти все схватки выиграл. И сейчас финал, самое главное, он выиграл тоже. Да, у финалиста чемпионата России он выиграл за 2 минуты. Это тоже дорогого стоит, да? Да, полностью согласен. Так что это не просто было все. Сказать легко, да, выиграл досрочно. А сделать это другое. У таких мастеров, конечно, это дорогого стоит. Так что я думаю, что Евгений Жирбаев, тем более он стал 5-кратным чемпионом нашего турнира. Так что такой очевидный претендент. Ждем награждения во всех весовых категориях. Да, Степан, первый день мы с тобой провели, конечно, марафон. Да, это было 10 часов. Мы практически побили мой стрим. 9 часов, это такой рекорд, можно тоже сказать. И у тебя, наверное, это тоже впервые такой 9 часов. Ну, у нас, да, бывали, конечно, такие длинные репортажи. Я помню, ну, бывало, да, с других соревнований, правда, не в вольной борьбе, но у нас бывали. У нас, в общем-то, такая уже, можно сказать, тоже традиция небольшая, освещать спортивные состязания в таком полном объеме. Это национальная вещательная компания «Саха» старается показать все значимые спортивные состязания в таком большом формате, с таким большим количеством, как вы видели, да, камер, с блестящей режиссурой. Да. Ну, в общем... я следил очень пристально, как возводится вот, помостье, ковры собираются, как наряжается весь зал.
Да, конечно, это очень большая работа. Это, конечно, финалы, это вот одна сторона, да, медали. А когда ты на протяжении нескольких лет ты здесь жил, да, в ЦСП Триумф, ты видел всю эту работу, когда ночами люди работают и Да. все это Большая готовят для работа, людей. очень большая, щепетильная, кропотливая, проделана. Да. Такие герои за кадром. Поблагодарим всех организаторов, и мы уйдем на небольшую рекламную паузу. Хинчагов, Республика Крым, Республика Северная Осетия, Алания. The bronze medalists are Остап Пасенок, Европа, Сослан Хинчагов, Crimea, the North Ossetia. За второе место с серебряной медалью, дипломом и денежным сертификатом награждается Эрик Джилоев, Красноярский край. Да, мы в прямом эфире, дорогие телезрители, и сейчас у нас начинается церемония награждения. И первыми на пьедестал выходят борцы весовой категории до 125 килограммов. Два борца с бронзовыми медалями. Это Остап Пасенок Кемерово и Денис Атак и Сослан Хинчагов Крым. Серебряная медаль у Эрика Джиоева Красноярск. И золотая медаль у Рейнериса Саласа Переса Куба. Олимпийский призер вручает награды председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Владимирович Тарасенко. Вот богатыри, которые стали лучшими на нашем турнире. И, конечно же, золотая медаль, звание чемпиона у призера Олимпийских игр и 2 чемпионатов мира Рейнериса Саласа Переса. Следующая весовая категория до 97 килограммов. Здесь мы увидим нашего воспитанника Якутской школы вольной борьбы Максима Толмачева, который стал обладателем бронзовой медали. Здесь схватки проходили в круговой системе, поэтому здесь только один бронзовый медалист. Тем цена это медаль. Ну и серебро у Александра Гуштына из Белоруссии, призера чемпионатов Европы и мира. А золото у участника Олимпийских игр, чемпиона России Сергея Козырева из Чувашии. Ну, пока они еще не вышли на пьедестал. Всего 10 весовых категорий у нас будет. Награждение производит Хакшимурат Салтанович Габзалов, исполняющий обязанности главного тренера сборной команды Российской Федерации, чемпион Олимпийских игр по финам, Гаджимурат Гацалов, чемпион Олимпийских игр, многократный чемпион мира, будет проводить церемонию награждения в этом весе, в том числе родном для него весе, да. Красноярск, Республика Саха-Якутия, Максим Толмачев. Призер награждается медалью и сертификатом. Третье место занял Максим Толмачев. Поздравляем Максима, поздравляем всю Саха-Якутия. армию болельщиков Якутии с этой медалью в весе до 97 килограммов. Второе место занял Александр Гуштын, мастер спорта Сертификат на международного 50 класса. тысяч Беларусь. рублей для бронзового призера. Серебряный призер награждается Серебряная медаль у сертификатом. Александра Гуштына, это сборная Беларуси. Победитель Сергей
Ну и Сергей Козырев на высшей ступени пьедестала почета в этом весе. Да, схватку на последних секундах забрал, на последней секунде забрал балл и завоевал золото Коркинского турнира. Поздравляем и Сергея, и Чувашию, и Северную Осетию, Аланию с этой блестящей победой. Да, совместное фото. Джумурат Гацаловым. Денежным сертификатом. Очень добродушный, да, Сергей Да. Козырев такой, довольный. Гуштын немного, конечно, он видно, что у него печать грусти у него есть, потому что на последних секундах проигрывать, конечно, финал. Да, Конечно, финал. это всегда такой. Да, он даже снял медаль, но ему, конечно, очень обидно. И это понятно. Это человек, который максималист, да, где-то спортсмен, они все хотят золотой медали, конечно. Следующая весовая категория — это весовая категория до 92 килограммов, и мы увидим здесь также борца из сборной Республики Саха-Якутия. Вот он перед вами, Нюргун Сергин. Еще один бронзовый медалист — это Осман Нурмагомедов, который представляет Азербайджан. Золотая медаль у иранца. Ну, давайте мы сначала поздравим Нюргуна Сергина. Мог быть он и в финале в этом весе. 2-2. Да, для Полуфинал. Республики Саха-Якутия в тяжелых весах это Да, тяжело завоевать на конечно, самом деле да. Но медаль. в последние годы у нас вот появляются ребята, которые дарят нам надежду на то, что будут у нас медали. И в этих весовых категориях Нюргун уже зарекомендовал себя тоже с хорошей стороны на многих турнирах. Следующее. Это серебряная медаль у Гурама Черткоева, который представляет Республику Крым. Параллельный зачет Кабардино-Балкарской республики. Михаил Дмитриевич Гуляев проводит церемонию награждения. Народный депутат Тюмень. Ну и золотая медаль уходит в Иран Мабину Али Асами Махаммаду. Да, одна золотая медаль у Ирана. Ну, достойно он ее завоевал, очень уверенно прошел. И в финальной схватке набрал большие баллы. Да, не дал своему сопернику ни одного балла, в том числе, да, и стал обладателем золотой медали. Блестящая победа, уверенная победа. Вот нам даже показывают финальные кадры из финала. Очень уверенная победа Асами Махаммада. Первый еще более-менее. 3-0 первый период закончился, во втором, да, начал уверен. Да, молодой, но уже мастер своего дела. Знают тоже борцы, где надо набарываться, где надо получать опыт сильнейшей державы у сборной России. И публика его тоже встречала овациями, аплодисментами. Следующая весовая категория — это категория до 86 килограммов, где прошла, наверное, одна из самых сенсационных финальных схваток. Да? Да. Аж непривычно, если честно, видеть сейчас Артура Наилфонова На второй ступени, Да, да? на второй ступени просто.
Так, в этом весе бронзовые медали у Славика Наниева, Ханты-Мансийский автономный округ, и Малика Шаваева, Да. Крым. Хорошую работу провел Владислав Валиев. С таким хорошим, с большим счетом он проиграл на Лиге Поддубного. И здесь уже реабилитировался, сделал ошибки, сделал работу над ошибками и уже выиграл. Припрятал он прием, наконец, на последние секунды. И смог провести действия и выиграть призера Олимпийских игр. Евгений Григорьев, глава администрации города Якутска, мэр нашей столицы, вручает награды, сертификаты. Артур Найфонов, серебряная медаль. Да, кстати, и по сетке Владислава Валика еще и был Малик Шаваев. Он и Малика Шаваева выиграл. Заслуженнейшая медаль, золотая медаль Владислава Валиева, которого мы с этим искренне поздравляем. Подарил он много эмоций, сотворил сенсацию. Осетинский флаг нам показывают. Да. Северная Осетия, Алания. И да, очень скандируют даже трибуны. Там много болельщиков, которые из землячества, да, осетин. Ну, у нас тоже проживает очень много народов, представителей, да, разных национальностей. У нас и в республике, и в городе Якутске, так что я думаю, персональных болельщиков тоже здесь хватает. Вот, смотрим, да, как красиво это прошла эта схватка. И вот на последних секундах, вот как прошел красиво. На 2 балла посадил на бедро. И эмоции какие, смотри. Да, Вот конечно. это да. Это просто эмоции. Как будто стал чемпионом мира, да, просто. Ну, Но- выиграть у олимпийского призера, этого многого стоит. Да, ну, блестящий турнир для Владислава Валиева. Поздравляем. И сборную Северной Осетии Алании. Да, награждение у нас следующей весовой категории, это 79 килограмм. Здесь чемпионом стал Ахмед Усманов. Серебряную медаль взял Радик Валиев. И Да, бронзовые медали у Азрета Улимбашева Красноярск и Никиты Сучкова, также представителя Красноярска. 2 представителя Красноярска на 3-й ступени пьедестала почета. Ну и, как сказал Степан, Ахмед Усманов чемпион и Радик Валиев серебряный призер. Вот Никита Сучков, тоже частый гость на наших турнирах. Его друг сокомандник рядом с ним Азрет Улимбашев. Выиграл он в схватке за бронзу Андрея Корпача, Беларусь. Никита Сучков должен был встретиться с Андрианом Ленским, Республика Саха-Якутия, но ввиду травмы он не смог выйти на схватку. К сожалению, пожелаем ему здоровья. Да, вот это тоже была блестящая схватка. принципиальных двух соперников. Часто они встречаются. Вот. Очень красивая, равная схватка. И очень красивая медаль. Да, смотрите, да, конечно. Но это еще... Перевернута да, она была. Сейчас. Ахмед Усманов. Вот она, медаль во всей красе. Там портрет Дмитрия Петровича Горкина. И на фоне 3 воспитанников, да? 3 воспитанника Дмитрий, олимпийца. Пенигин Да. и Иванов. Да. Да. Роман Михайлович, Дмитрий Павлович Пенигин и Александр Николаевич Иванов. Вот смотрите, да, фрагменты финального поединка, хайлайт, как еще называют, да, лучшие, самые яркие моменты финала. Можете Да. еще раз насладиться. Радик Валиев тоже недоволен медалью, сразу снял ее. Да, конечно. Ехал за золотом и обидно, чуть-чуть не И, хватило. да, и был близок именно к золотой медали тоже.
Сейчас еще одна бронзовая медаль в составе сборной Республики Саха-Якутия, и наденут ее молодое наше дарование Станислава Сильнобоева, который выиграл у Константина Власова. А вторая бронза в этом весе до 74 килограммов у Тимура Бежоева из Краснодара. Увезет в Да, Краснодарский Краснодар край тоже едет одна медалька. Так, Столько и- много регионов, стран. Да, и серебряная медаль у Курбана Ширяева, Дагестан. Да, Денис Царгуш будет награждать. Да, это его вес 74. Все так по логике вещей, Да. да. Я думаю, что и Джамал будет награждать нашу Ариану Тютину. 57, да. Так что на высшей ступени зайдет Заурбек Сидаков, наш высокий гость и лучший атлет в этом весе, да, 74 килограмм. Олимпийский чемпион Заурбек Сидаков. Ну и бронза у, как я сказал, да, в этом весе у Тимура Бежоева из Краснодара и Станислава Свинобоева. Денис Царгуш, мне кажется, тоже в отличной форме, хоть сейчас выходит на ковер. То же самое и наш сейчас исполняющий обязанности главного тренера, да, России сборной Хаджимурата Гацалова. Я думаю, что он вполне может дать бой и сейчас любому, да, атлету. Ну, конечно, это не в принижении, а в том, что наоборот, эти люди феноменального таланта и труда, да, привыкшие держать себя в форме, да, хорошо. Ну и в тренерской работе они сейчас тоже. Вот сейчас медаль видно, золотую медаль в полной красе. Заурбек Сидаков, скромный молодой человек, который выиграл все возможные медали в вольной борьбе, и олимпийскую медаль, Мир, и Европу. два раза чемпионат мира, Европу. И смотрим мы повторы схваток. Здесь болельщики тоже, конечно, получают большое удовольствие, которые остались и на церемонию награждения, успевают сфотографироваться с такими олимпийскими чемпионами. Со Степаном Кришановским много фотографий, да, было. Ну да, я сам удивлен, если честно. Да, показывают красивые моменты. 4-0. Ну, Курбан Шираев молодой парень, в принципе. Да, он только перешел в этот вес и будет прогрессировать, я в этом просто уверен. Это только начало его тоже пути большого, да? Да. Курбан Шираев, Дагестан. Талантливейший парень, чемпион Европы. Вот буквально 2 года назад он был 65, сейчас 74 и уже в финале. Мне кажется, это тоже дорогого стоит, об этом надо тоже говорить, озвучивать такие вещи, да, что труд спортсмена, он нелегок, очень даже сложный. Это, конечно же, строжайшая дисциплина, это работа И Курбан 24, да. Курбан Шираев все. очень быстро набирает в весе. 65, 70 и везде успевает хорошие регалии завоевать. Согласен. Да, следующая весовая категория, это весовая категория до 70 килограммов. Одна из самых таких тоже красивых у нас. Ну и одну из лучших схваток вообще в этом турнире показал наш Константин Капрунов, который сумел стать бронзовым призером. Бронзовым призером. Ну и в этом весе также третье место занял Нарек Арутюнян из Армении, который уверенно выиграл у Азбака. Да. Армения Этот тоже. вес вообще медаль. конкурентный был. Очень конкурентный Иранец вес, да. выиграл Загира Шахиева. Чемпиона мира, чемпиона Европы. Да. Еще раз повторяемся. У нас даже вот чемпионы мира не могут зайти на третью ступеньку. Да. Так что да, тут конкуренция была третью. очень высокой. Серебро у Анзора Закуева, финалиста чемпионата России. Серебро у нас на нашем турнире. Да. Это о многом говорит, мне кажется, это.
Ну и Евгений Жирбаев, пятикратный чемпион наших соревнований. Один из лучших борцов, если не лучший, но об этом мы узнаем попозже. Да, ну Евгений Жирбаев дал на этом турнире жару. Все схватки выиграл все досрочно. досрочно выиграл на одном дыхании. И награду получает из рук олимпийского чемпиона. Может быть, это о чем-то говорит тоже, да? 300 тысяч рублей, золотая медаль, крепкое рукопожатие, Да. совместная фотокарточка. Все как полагается, да? И презентованная медаль. Да. Да. И еще есть большой шанс получить серебряную Да, борцовку. и Цыбыку Максарову, тренеру, 50 тысяч сертификат. Дзот, конечно, недоволен. Недоволен, тоже, да. грустное, да, лицо. Грустный. Но он же сказал, ни серебро, ни бронза меня не устраивает на турнире. Но все едут за наградой высшей пробы. Вот, смотрим финал, фрагмент финала. Как красиво здесь все сделал. Вот, да, прошел в ногу. Кажется, что все так легко, да, на самом деле же это мастерство просто. Вот, и наката, да, здесь сколько его? 4, по-моему, да? Да, Ровно столько, сколько надо, да? Вот уже 9 и 11-0. Очень коварный, конечно, этот прием. Попадешь и, конечно, вырваться от числа и эмоций Евгения Жирбаева. да. После таких эмоций, конечно, немного мы тоже опустошены. 2 дня столько схваток красивых мы увидели. Просто сейчас надо разобраться, да, что вспомнить, что там было уже. Очень много действительно хороших схваток. Так, награждение у нас новой весовой категории, 65 килограммов. Здесь чемпионом стал Абдулмажид Кудиев. Серебряную медаль завоевал Шамиль Мамедов. Ну и 2 бронзовых медали. Да, Усман Шахгириев, Красноярск, и Виктор Жирбаев, Бурятия, младший брат Евгения Жирбаева, тоже увезет с собой награду нашего турнира. Вот он, Виктор Жирбаев перед вами. Да, но, к сожалению, Усман Шахгириев уже улетел, успел Да, у них, сегодня, да. поэтому Схватка его была. нет, да. Не по расписанию его схватка была. А вот он, Шамиль Мамедов. Это чемпион нынешнего турнира Ерыгина. Здесь он только серебряный Да, финалист. здесь только серебряный. Да, вот тут у нас вообще Абдулмажид, много таких действительно Дагестан. знаковых вещей-то было, да, очень. Абдулмажид, ну не может он скрыть свою радость, ну и не надо, конечно, да. Эта победа для него, конечно, очень много значит. Он вернулся, опять же скажем, после тяжелой травмы, долго лечился и вот набрал такую форму. И на таком большом представительном турнире стал чемпионом. И своего друга подзывает на высшую ступеньку тоже встать, обнимает по-братски. И Да, Шамиль Мамедов чуть недоволен. Ну, вторые места мы Ну, можем конечно, понять, да, да. да. Это один шаг все-таки. но всегда же говорят, бронзовую медаль ты выигрываешь, а серебро ты уступаешь, да, когда Да. проигрываешь, то тебе ее вручают. Ну и тренеру тоже 50 тысяч награда вручается. Вот она, схватка. Тоже одна из лучших схваток вообще всего турнира, наверное, можно так назвать. Справедливо, я думаю, так будет. Ну как в кино просто этот финал был, Да. как по сценарию. Грусть, Степан, появляется все равно у меня. Такой Надо красочный прощаться, турнир, да, и надо прощаться. Да, 61 килограмм. Награждение у нас чемпионом
весовой категории 61 стал Аббас Гаджи Магомедов. Взял он реванш у Ахмеда Идрисова. Да, бронзовая медаль. Одна из них у нашего воспитанника в блестящей форме пришел к этому турниру. Наш парень, вот он перед вами. Андрей Бекренева. Поздравляем. Весь Среднеколымский улус. Это была очень хорошие схватки показал Андрей. Ну а рядом с ним Кежик Монгуш. Кежик Монгуш ТВ. Тоже поздравляем. Василий Николаевич Гоголев, победитель и чемпионата Европы, да, и игр доброй воли. Тоже одна из легенд якутской борьбы. Вручает награды. Да, Ахмед Идрисов был рядом к победе. Под конец тоже прошел в ножку, но профессионально, как мастер, защитился от прохода Аббас Гаджи. И вот он, и, чемпион. Да, чемпион мира, чемпион Европы. И сейчас гордо может называться чемпионом турнира Дмитрия Петровича Коркина. Да. Аббас Гаджи Магомедов. Только в финале он ощутил такое серьезное сопротивление, а все остальные схватки выиграл тоже за явным преимуществом. Блестящую готовность показал и очень красивые схватки. Поздравляем. Вот, смотрим повтор финала. Тоже непростой был финал, но сумел выиграть Аббас Гаджи Магомедов. Мне кажется, последнее у нас награждение будет Да, весовой категории 57. 57. И все борцы, наверное, ждут момента, да, кто станет лучшим борцом турнира. Да, сразу после награждения, конечно, уже мы услышим, кто же станет лучшим борцом нашего турнира. Будет объявлен. Награждается церемония Начинается церемония награждения победителей и призеров весовой категории до 57 килограммов. We are starting the awarding ceremony in the weight category. Да, и начинается церемония награждения спортсменов весовой категории до 57 килограммов. Да, и Джамал Тарсултанов. Какой представительный состав, Да. смотри. Это просто, да, бомба, Да. как ты любишь, да, говорить. Смотри, Димчик Батамункуев, бронза, Начин да? Монгуш. Начин Монгуш, финалист чемпионата России на третьей ступеньке. На третьей ступеньке, да. Да, вот это конкуренция. Андрей Артега, двукратный чемпион мира среди спортсменов до 23 лет на второй ступеньке. Да. Ну и на высшей ступеньке Ариан Тютри, Да, состав. призер чемпионата мира среди взрослых уже. Да. Вот это состав. Великолепный состав и отличная борьба. И Джамал Тарсултанов, тоже легенда вольной борьбы. Олимпийский чемпион игр в Лондоне. Именно в этой весовой категории до 57 килограммов. Для любого спортсмена это большая честь получить из рук такого именитого спортсмена медали. Начин Монгуш, Рейнери Андрея Артега, Куба, Да, серебряная награда. Достойнейший спортсмен. Я думаю, что мы его увидим на пьедесталах больших турниров не один раз. И среди взрослых уже и на чемпионатах мира, я думаю, и может быть даже на Олимпийских играх.
очень мощный спортсмен. Ну и победитель Ариан Тютлин порадовал всю республику, Да, Ариан порадовал Тютлин. всю Россию. На характере, что называется, да, очень много было у него именно сложных схваток. Он, не сказать, что он все схватки в одну калитку, не было такого, но именно его желание победить помогло ему стать чемпионом и зайти на высшую ступень пьедестала почета. Поздравляем Да. Ариана, всех болельщиков, уроженец Усалдан, я думаю, что все сейчас там тоже празднуют, отмечают эту победу. Единственный из нашей сборной республики Саха-Якутия, да, из воспитанников Якутской школы борьбы, который сумел стать чемпионом. И Иван Иванович Дмитриев, его тренер, тоже получает награду заслуженную. Ну и, конечно, сейчас мы ждем объявления Да, сейчас будет самое интересное. лучшего. От имени болельщиков Республики Саха-Якутия было вылито из чистого. Да, сейчас судьба серебряной борцовки будет объявлена. Борцовка. Пришло время назвать лучшего борца 13-го международного соревнования по вольной борьбе памяти. Все спортсмены ждут, заслуженного все деятеля спортсмены СССР, ждут. СССР Дмитрия Петровича Коркина, обладателем специального приза от имени болельщиков Республики Саха-Якутия, становится Заурбек Сидаков. Заурбек Сидаков. Заурбек всё-таки, Сидаков, Заслуженный да. мастер спорта России. Ну да, уважили и олимпийского чемпиона, конечно, и вручают ему серебряную борцовку. До 74 килограммов. Награду вручает от имени болельщиков Василий Попов. От имени болельщиков Якутии Да. Василий Иванов. Поздравляем Заурбека Сидакова. Поздравляем, Специальная да, награда. Северную Осетию, Аланию. Вот это смотрите, награда. это чистое серебро, борцовка. Да, в Осетии есть золотая борцовка, которая принадлежит Арсену Фадзаеву. Он официально не проигрывал 6 лет и 8 месяцев ни одной схватки. Сейчас есть серебряная медаль у Заурбека Сидакова, но у него все впереди еще. Да, и от лица болельщиков Якутии специальный приз. Я думаю, что эта традиция будет продолжена и на следующих А турнирах. борцовка прям сделана. Да, Да. красиво. Поздравляем Заурбека Сидакова. Ну а мы с вами будем прощаться. Да. Да, подведем небольшие итоги. Конечно, это был блестящий турнир. Степану большое спасибо за твою работу совместную. нашу с Спасибо тобой тебе работу, тоже да. за опыт. Степана, здравствуйте. Так, у нас прямой эфир, извините, пожалуйста. Да. Да. Спасибо. Мы с вами прощаемся, видите, да, как Да. именно мы в прямом эфире работаем. Тут есть свои сложности тоже, конечно, но мы надеемся, что вам понравился наши репортажи Да, наш эфир. на протяжении 2 дней. Так что вам тоже большое спасибо за внимание. И с вами мы прощаемся до следующих встреч. Всего хорошего. До свидания, всего хорошего, друзья. Увидимся.